Так, ладно. Так, сәлем туғандар. Мен эфирге шақырға болдым. Білмеймін нендей тема, но просто шақырға болдым енді эфирге. Что-нибудь придумаем попутно. Так, сейчас ТикТок тоже включу. О, сәлем. Ара, сәлем. Так. Получается, слева ТикТок, справа YouTube. Вышел я на эфир, пока не знаю, какую тему будем мы говорить. Ну, что-нибудь будем говорить иногда. Задавайте вопросы, будем обсуждать, так сказать, о Республике Башкортостан, Татарстан и как обычно иногда, по этой теме. Не знаю, что только сегодня будем говорить. Не готовился на эфир, потому что просто я смотрю, что один день не был, один день выйти надо уже, вот поэтому так и выхожу. Всем салам, кто новенький заходит. Ну, можем что-то почитать по новостям, потом так сказать, попутно включиться. Реально, оказывается, вот этот что-то телефон справа, фиговая камера у него, а слева камера. ТикТок идет, хорошая камера идет. А здесь этот не так уж. Ну, выхода нету. Вот так вот. Ну, почитаем что-нибудь новости. Я давно не читал такие новости. Подобие «Голос Башкир», «Свобода Башкирия». Вот так. У меня еще другие какие-то были. Я не читал. Ну, давайте посмотрим, что у них вообще творится. Есть новые что-нибудь или нет? Новые какие-то действия. Да. Я şimdi dursun yanımda. Вот так. Я же вспомнил. Я же грузил один фильм, короче, я их не загружал. В ТикТоке загружал. Увидел я один фильм же один день, ё-моё, вспомнил. И вот в итоге получается, в этом фильме рассказывается 1992 год, Башкортостан. Как я понял, там дичь такая конкретная, снимает на, 92 год, прикиньте, снимает на ужасную камеру, ну и то что-то засняли, и что-то мы увидели, и главное там говорят, сулили о том, что происходило в Башкортостане, почему-то этот башкирт туда решил, получается, загрузить и то, что там уничтожение там Салавата Юлаева, там потом Заки Валиди, про него тоже он проходится. Ну, я, короче, кусочками все эти моменты загрузил. Вот. Как бы можно, каждый эпизод можно было бы послушать, конечно. Сейчас просто не весь эпизод у меня, не все я сюда закинул вроде бы, но весь есть, так сказать, текст, точнее, весь эфир есть этого в Ютубе, но его невозможно, это очень долго там смотреть его. Называется «Врата свободы. Башкортостан, 1992 год». Фильм Малика Якшимбетова. Вот. И очень интересная тема там, да, вот, я себе загрузил его, если кто не видел. Вот. Самое интересное, я там вспоминал, ё-моё, светит, да, смотрите как.
ТикТок даже не показывает, что экран светит, да, ТикТок? ТикТок до такой степени энергию жрет, когда ты его включаешь, весь экран сам по себе становится светлым, блядь. Это китайская хуйня, блядь, придуманная. И вот, там этот Малик Якшембетов, получается, какой-то чувак, сейчас прочитаю про него, давайте про него прочитаем. Якшембетов Малик Насихович. Ну, я как понял, он снимал, что ли, или он там в Ютубе, Ютубе говорю, вот этом его фильме, то ли он рассказывает это, то ли он снимал это, а рассказывает другой чувак. Непонятно, потому что смотрю на него, не он, короче. Мне кажется, был режиссер этот Малик, а который рассказывает, он был просто другой чувак. Ну, как бы актер. О, всем салям, 10 человек. Ну, выхожу по-разному, да сами понимаете. Не у себя дома живу. Вот, Якшембетов Малик Насихович, 18 апреля 1944 года рождения, город Кемерово. Умер 18 февраля 1993. А, нет, или что это? Или... Не знаю, что это такое, короче. А, наверное, умер, да. Уфа, похоронен в село Аскарово, Абзелиловского района, Республика Башкортостан. Кинорежиссер. После окончания ВГКИКа в 1969 мастерская Чухрая работал на киностудии «Казахфильм». С 1985 на студии «Казахтелефильм» Алма-Ата. В 1991-1993 художественный руководитель киностудии «Башкортостан». Снял свой 20 документальных, публицистических, наверное, художественных фильмов. «Лето в зоопарке», «Казахфильм» 1977, «Дни Салавата Юлаева» даже есть, оказывается, фильм, интересно, 1991, «Аксаков и Башкирия» 91, оба киностудия «Башкортостан». «На камне кровь моя густая», ГТРК «Башкортостан» 92 год и другие. И в 92-м на киностудии «Башкортостан» Якшембетов снят первый полнометражный документальный фильм «Врата свободы». Дипломант международный кинофестиваля «Серебряный полумесяц» Ашхабад 92 год. Именем назван кинотеатр Аскарова. Самое интересное, тут у меня возник вопрос в этой дичи этого фильма, но реальные моменты, мне как бы 7 лет было, прикиньте, я же помню эту Уфу, я же помню старую Уфу, как она была и так далее, ну, моментами помню, я не помню прям детально все. Но я посмотрел в этом фильме, где что-то только описано. Обычно весь фильм происходит где-то там в картинках или в этой хрени подобие этого. Так, меня же видно в Ютубе? Что-то у меня экран мигает. Дебильный, короче, в телефон. И вот, получается, там старая Уфа, прикиньте, которую мы как бы, ну, знаем или что-то, я не знаю, вот что-то такое прям. Воспоминания меня набили, воспоминания насчет Уфы. И, ну, посмотрев этот фильм, возникает один вопрос. Да, видно? О, благодарю, Надежда. Вот, возникает вопрос Уфы, как он этот фильм снял, в первую очередь, и как он там озвучивал вот эти слова, и почему эти слова были пропущены этой, так сказать, бывшим СССРом. Получается, в то время чуть-чуть было свобода слова, что ли, в 92 году. Что-то я не понял. Прикиньте, сейчас бы эти слова, озвученные в 92 году, сейчас бы, если там то, что я услышал, сейчас сказать, то, блядь, этому человеку была бы пизда конкретно вот, в прямом понимании, так сказать. Поэтому, исходя, я даже написал, вот мои удивления были, написал комментарий в Телеграме. Гажаеб 1092
Елга, Башкортостан. Это, ну, для меня было это вообще... Не видел я этот фильм раньше. Почему оно выскочило, блин? Что оно в Ютубе делает? Значит, кто-то решил его то ли загрузить, кто-то что-то прокручивает, непонятно, но там нету призыва ни к чему. Почему? Еще вспоминаем так. Именно этот фильм загружен в YouTube 8 лет назад. Прикиньте, 2017 года где-то кто-то умудрился его загрузить. Под каким-то дебильным каналом. Непонятно, кто это сделал, непонятно. Вот так вот. Поэтому я понимаю, что в этом фильме мы понимаем, что сказано очень много откровенных вещей. Да, ну, так сказать, на то время, на 92-й год, больно сильно открыто сказано там о том, что там мучили там башкиртов и так далее, и башкирский народ был весь такой, ну, в тяжелых состояниях по жизни. По жизни они были вот в фиговом состоянии. Ну, как обычно, короче, уже свет вырубается, короче, здесь надо готовиться к темноте, так сказать. Вот. Как кто-то там мне говорил, в Вайлсберге работаешь, да, я в Вайлсберге же, сейчас вот, как говорится, дети пойдут спать, как говорится, и все будут спать. В Вайлсберге закрывается склад. Не видите, не слышно шум, да, это шум такой жесткий, шум конкретный. Так, мне надо, сейчас, секунду, подрубиться. Ну ладно, сейчас вырубит конкретно или что, я не знаю. Свет надо вырубить как-то мне, чтобы меня было видно. Вот так прикольно. Но потом надо будет зарядить этот фонарик. Более-менее, да, видно? Вот так дадим фон чуть-чуть. Сейчас просто и сзади сейчас свет вырубится, все вырубится. Итак, примерно вот так. Но я, честно скажу, не готовился к этой всей теме. И потом идет речь о Зайнулла Расулеве. Об этом тоже услышал я там. И самое интересное, про него в Википедии тоже мы чуть-чуть пройдемся. И самое интересное, что я услышал, если оно так, если я не путаю, Расулия, Мадраса Расулия. Вроде бы так, если я не путаю, Мадраса Расулия, говорится, что была открыта Мадраса Расулия. Это получается, в этой медресе, быть может, если я не ошибаюсь, обучалась моя прабабушка, татарка. Она закончила, получается, этот медресе с детства. Там 6-7 лет ее отвезли туда. И как вот монашки живут у этих монахини, она тоже жила, получается, там, только по выходным приезжала в Аулга. Вот, примерно так. Так что, когда переворот будем делать? Абдулла Рус. Салам алейкум. Что-то новенький, что ли? Абдулла. Так. Ва алейкум ассалам, бауырым қалың қалай. Альхамдулилля, рахмат, яхшы. ТикТокка салам, ютубка всем тоже салам. Комментарии я пока не читаю. И вот, этот Зайнулла Расулев, наш татарский, башкирский просветитель, мусульманский религиозный деятель, ишан, последователь суфизма, член братства Накшбандия. Ну, примерно по такой теме же, вроде бы этот наш манкуртский Камиль Хазрат тоже по этой теме обучался в Турции, как мы понимаем. Но манкурт, что скажешь? И исходя от этого, мы от Зайнулла Расулева не можем сказать на то время, он был ли манкуртом или не был бы манкуртом. Примерно так. Суын turtib borma ekan. Zo'r ekan-da, mana shuni olish kerak ekan. Извиняемся, короче, тут люди отвлекают. Вот, давайте прочитаем его Википедию, потому что
тут, чтобы понять всем, кто он, что он, чуть-чуть напомнить о нем. Вот так. Сейчас зайду я туда, как обычно. Тут и еще интернет глючит. Сейчас в Google зайду, в этот зайду, куда-то зайду. Прочитаю, сейчас вам напомнить. Сейчас, секунду, что-то ошмеялю. Так, сейчас. Sıcak su lazım olsa hızlı. Так, Унжиде Киши, Рахмат. Так, Зайнулла Расулев. Зайнулла Хайбулович Расулев. Ну, тут татарша башкирт тілінде ретінде. Татарский башкирский просветитель, мусульманский религиозный деятель, ишан, последователь суфизма. Вот. Удивительно, получается, в то время, значит, получается, были фотографии, если мы его фото видим. Ну уж, наверное, он как бы тысячи какого-то года, сейчас мы поймем, когда он родился. Профессия, род деятельности, священник, мулла, учитель. Священник, так прям, священник, Википедия, священник говорит. Ну, я не знаю, такой перевод интересный. Убил меня этот перевод. Так, дата рождения 25 марта 1833 года, прикиньте. А минем нанем дата рождения 1898. Получается, Расулия, сейчас дойдем мы до этого тоже, вроде бы, если я не ошибаюсь. Место рождения Шарипова, Троицкий уезд, Оренбургская губерния, Российская империя. Город Троицк, Оренбург. Вот этот момент мне был интересен, но я не гуглил, короче. Давайте загуглим, я туплю порой по этим городам. Троицк там, Троицк тут, короче. Этих Троицков, эти узкожопые, везде Троицком поназывали, все одинаковые, блин, что, мозгов нет, людей нет, что-нибудь другим назвать, а? Все у них Троицкое, что-то такое, одинаковое, все одинаковое. Троицк, что за Троицк? Ищешь потом, это Оренбургский Троицк. Троицк, где он, блин, вообще находится? Нахрена он называется вообще Троицком? Вот это тоже удивляет меня. Все переименовали. Названия ужасные. Еще, вспоминая этот момент, в Казахстане, да, они хотят поменять Гагарина, ё-моё, оставить. Прикиньте, вот как назло интернет не пашет, блядь. Весь народ в интернете сидит сейчас, не пашет интернет вообще. Не тянет, сволочь. Когда надо, не тянет. Где этот Троицк в Оренбурге, просто интересно. Новотроицк есть, Троицк, Новотроицк. Да уж. Вот, Оренбургская область. Везде, этих Троицков везде оказывается. Эти узкожопы везде что-то Троицей называли. Ушлепки. Троицк это... Ого! Это под Соль-Илецком, грубо говоря, вообще, это как будто в Казахстане. Ё-моё, где-то, что за это? Понятно, короче. Под Оренбургом угол, нижний угол, короче. Вот здесь. Видите, как капля, короче. Как капля, вот Троицк. Короче, этот чувак наш там родился. Короче, вот этот. Дата смерти 2 февраля 1917, 83 года было ему. Троицк, Оренбургская губерния. Короче, понятно. Расулев, дети. Расулев Габдрахман Зайнулович. Образование Медресе Мухаммадия. 1859. Мухаммадия. Учителя Ахмед Зияуддин
Гумушхане вещи. Ё-моё. Ученики, короче, труды Расулия. Ну вот, труды Расулия, получается, все-таки я не могу понять этого. Итак, родился 25 марта 1983 года в деревне Шарипово, Оренбургской губернии, ныне Учалинского района Башкортостана, в семье Муллы. О, прикиньте, тут что за какая-то дичь получается. Шарипово, Троицкий уезд, Оренбургская губерния. А это внутри Башкортостана, оказывается. Прикиньте, в Оренбурге. Это что за... Ой, блин, я не знаю, кому ведь это, понимаете? В деревне Шарипово, в губернии. Родился 25 марта в деревне Шарипово, Оренбургская губерния, ныне Учалинского района. Прикиньте, Учалы в то время к Оренбургу относилась. Что-то я вообще не вкуриваю. Как может Учалы где находится и Оренбург где находится? Это что за хрень была, дичь? Прикиньте, да? Я уж сам себе сенсацию открываю, блин. Короче, оказывается, не там то, что мы смотрели сейчас на карте, блин. Тут пишется Шарипово. Учалинский район. Ё-моё, это же у нас. Учалинский район, Башкортостан, в семье Муллы. Я даже его смысла не вижу на карте смотреть. Это, ну, примерно вот понятно. Учился в медресе в родной деревне, затем в других деревнях. В 1852 году окончил медресе Мухаммадия, города Троицка, ныне в Челябинской области. Видите, уже Челябинская область. Кино, блин. Был деревенским муллой из сословия Типтяри. Владел татарским и русским языками, умел читать и писать на татарском. В 1858 году имам Хатыб в деревне Аккужа Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, ныне также Учалинский район Башкортостана. Короче, Учал района было у нас, оказывается, Оренбургская губерния. Будучи шакирдом, стал интересоваться суфизмом. В 1859 году посвящен члену суфийского ордена Накшбандия. Кто там ходит, не могу понять. Где остановился? Короче, начинаешь делать эфир, начинают ходить люди. Вообще меня шарахает от них. Метод мистического познания истины Тарик совершенствовал в Стамбуле. Точно, я же говорю, как Камиль этот, как его Камиль этот, Казанский. В 1869-1870 годах, где учился у шейха Ахмеда Зияуддина Гюмüşханеви. У него же получил разрешение иджаза преподавать учение суфия Накшбандия. Совершил хадж, по возвращении на родину вел ряд множеств практику суфизма среди местных мусульман. Громкий зикр, многократное упоминание имени Аллаха, празднование Маулид ан-Наби для рождения права Мухаммада, ношение четок и т.д. Преследовался властями за распространение идеи суфизма. Официальные представители ислама, муллы, ортодоксы и кадимисты обвинили его в ереси и враждебной деятельности против властей. По их доносу Расуль был арестован в январе 1918 года совместно со своим другом и соратником Гатаулой, сослан политическую ссылку, которую отбывал по очередной в Златоусте, ныне в Челябинской области, в течение 8 месяцев Никольской, Вологодской губернии, 1873-1876 и Костроме. В 1880 году вернулся из ссылки и возобновил религиозную деятельность в деревне Аккужа. Повторно совершил хадж. В 1880 году имам мечети в городе Троицка, ныне Челябинской области, при которой основал медресе Расулия, одно из первых новометодных учебных заведений Южного Урала. Имел много учеников, последователей, стал одним из самых влиятельных мусульманских деятелей в России. Его называли также духовным королем своего народа. Умер 2 февраля 1917 года, похоронен на мусульманском кладбище город Троицк, Челябинской области. Короче, этот Троицк был в Челябинской области, получается, а не в Оренбурге. Почему они так? Оренбургская губерния, хз, короче. Вход в могиле Зайнулы Расулева.
В народной памяти Башкирии сохранилось множество легенд о чудесных случаях исцеления больных, совершенных Зайнулла Расулевым. Так. Мечеть имени Зайнуллы Ишана в городе Учалы в 2009 году в городе Учалы была открыта мечеть имени Зайнуллы Расулева. В 2008 году в городе Уфа улица Благоева была переименована в улицу Зайнуллы Расулева. Короче, 13 ноября 2008 года в городе Троицке была названа мечеть именем Зайнуллы Расулева, бывшая 91. В 2016 году в Дагестане в городе Махачкала была открыта мечеть имени Зайнуллы Расулова. В 2018 году в Троицке была открыта медресе имени Зайнуллы Расулова. Ежегодно в Троицке проходит расулевские чтения. Первая конференция прошла в 2012 году. Получается, он был суфи, о котором мы говорим, да, суфи вроде бы мы говорим, которые какие-то сектанты, помните, я говорил вам? Получается, он тоже из этой категории был, что ли? Я просто херею то, что я читаю даже. Но самое интересное, он открыл вот это Расулия. И сейчас она есть или нет, я даже не интересовался. Медресе Расулия. И получается, он в том фильме, о котором мы говорим, да, ведь, в том фильме, говорит, получается, он боролся, получается, что ли, против этой власти, понимаете, против этой власти, и после этого подхватил эту же тему Ахмед Заки Валиди. Эту тему уже подхватил. Получается, Валиди тоже был, и суфи тоже, получается, наверное, он тоже был из этой категории. Но тут мы ловим одну суть всех этих дел в том фильме, о чем там суть говорится, что они боролись в то время уже я говорю, всегда они и боролись, наверное, те последние, которые боролись против Москвы, понимаете, против вот этого уничтожения наших языков, туда-сюда, вот эту тему они поднимали, вот и они, поэтому их и сажали, поэтому их куда-то что-то творили, короче, а то, что там он суфи и его сажать, ну, как бы, да, это, я считаю, наверное, была какая-то тема, ну, типа, отмазки, к чему-то же надо докопаться. И вот таким образом его и сажали. Почему? Потому что он был против Москвы, и из-за того, что он был против Москвы, он, получается, и не нравился тем имамам, которые там уже находились, которые, ну, были уже спеты с этими русскими. Я так понимаю, потому что, как я понял, наши же, ведь именно в этом фильме говорится, какой-то фильм сопоставляется же там, ну давайте этот момент, я не знаю, найду, нет, в ТикТок надо залазить, что они говорят, окей, короче, понимаете, вот из этой категории людей, когда наш народ говорит хозяину, так сказать, этим москалятинам, говорит, окей, говорит, типа, они согласны, что, ну, как бы, рабы, короче говоря, понимаете? В то время уже это происходит, вот это рабство. И в этом фильме об этом как раз-таки говорится. Не знаю, вот этот фильм, что ли, сейчас попробуем поставить. Если ТикТок здесь откроет, я не знаю. Кусок этого фильма, понимаете, хотелось бы. Да, уже вырубили свет к чертям собачьим. Все, тихий час. Так, 5 человек в ТикТоке, Рахмат и в этом. Сейчас, секунду. Ну да, вот. Нет, ТикТок не дает.
TikTok не дает так через Google смотреть. Чисто этот. Чисто через TikTok надо смотреть. Ладно, хер с ним. Вкратце просто расскажу, в чем суть там. Суть то, что в этом фильме «Врата свободы Башкортостан» говорится о том, что башкортлар, иккенлер, так сказать, склонили голову в свое время русским, и об этом он там конкретно об этом там говорит. И это он как бы даже не скрывает. Поэтому меня поразил этот фильм 92 года тем, что там больно сильно все откровенно говорится. Прям все откровенно говорят, и это, странно было на 92 год, чтобы говорить вот так откровенно. Исходя от этого, мы понимаем, что весь этот фильм где-то у кого-то сохранился, и его кто-то засунул 8 лет назад в YouTube. Вот такая тема. Не знаю, как она была пройдена. Потом мы когда-нибудь еще вернемся к этому, когда я уже буду на одном каком-то телефоне, потому что у меня нет, вот в ТикТоке у меня идет эфир, не могу я туда зайти с другого телефона. Примерно так. Давайте продолжим что-нибудь другое. На другую тему перейдем уже. Примерно мы поняли, что суть вот этой темы вот такая вот. Так. Давно я не читал вот такие какие-то каналы. Вот давайте сегодня посмотрим, если там есть путные. Давайте почитаем «Свободная Башкирия». Порассуждаем по ихним каким-то новостям и что она говорит вообще, что она дает нам. Есть ли тут толковые какие-то высказывания? Кто это грузит, я не знаю. Ну, кто-то. Да. Политика, история, религия. Свободный Башкурдистан. Я не знаю, кто это грузит. Если кому интересно, можете подписаться. Вот. Кому интересна наша свобода, можете смело подписаться. И можете подписываться и мне в Телеграме, но подписывайтесь туда, там почитайте что-нибудь. Ну, тут больше такие прикольные моменты загружаются, я так понял. Тот самый из башкиртов, Габбасова есть группа даже. Что же у него-то что есть? Итак, вот здесь как раз-таки написано Азат Татар. Какой-то Азат Татар, чей это канал? Оттуда перекинуто. Давайте как раз-таки тема Оренбурга. Давайте вот как раз появилась речь, мы его толкнем сейчас. Итак, карта. Узнаете, да, наш Башкортостан. Сейчас, если оно загрузит. Зеленый это Татарстан. И внизу именно отмечено этот Куандыкский коридор. Получается вот Куандык, Новотроицк, Орск, Гай и так далее. Кусочек такой, знаете, да? Вот сейчас более таком большом, на большом покажу. Вот этот ТикТок сраный не показывает. Вот сейчас. Ну-ка. Примерно поняли, да, о чем будет речь идти. Вспомнили карту, и мы идем дальше. Итак, чуть-чуть будет так на татарском и на русском написано, и вот очень хорошо. Прочитаю на татарском сперва, а потом уже дальше. Оренбург ülkesi татарларны, башкортларны, казаклардан айыру максаты белән оештырылган рус проекты. Үз вакытында РСФСРда 2 Зиянчура районы булган. Берсе Башкорт СССР, икенчесе Оренбур өлкәсендә. Тарихтан билгеле булганча, башта Зиянчура районы административ үзәге Зиянчурина булган Башкорт СССР 1930 елда төзелгән. Инде 1934 елның 6 декабрендә Оренбур өлкәсе
sostavına Boshqirt ASSR'ning bir ulushi kira. Boshqirt ASSR'ning Ziyanchura rayonining 11 avul soveti 11 avul soveti shu hisobdan Ziyanchura administrativ o'zagiga beriladi. So'ngroq Ziyanchura rayonlari tiginda bo'linib boshqa rayonlarga qo'shiladi, lekin so'ngroq Boshqirdistonda administrativ o'zagi Isangul bo'lgan yanadan rayon tuziladi. Shulay etib, Ziyanchura rayonining tarixiy administrativ o'zagi Orenburg o'lkasida qoladi. Rayon o'zi Boshqirdiston Respublikasida yashashini davom etadi. Orenburg o'lkasining bu territoriyaga ruslarni ko'chirib, rus kolonizatsiya tüp xalqlarni, tatarlarni, boshqirdlarni ham qozoqlarni ayirib turadi. Haligi faktning muhimligini rus natsisti Dugin, Tashak Dugin, esingizda bo'lsa, o'zining geopolitika negizlari degan kitobida da belgilab o'tadi. Ham haligi proyekt 90-yillarda SSR tarqalganda tatar ham boshqirt siyosatchilari Moskva bilan baysizlikka rizo bo'lgach ishlaydi. Ular rostlangancha bizning mustaqil tubuklar Rossiya o'zagida bo'lganga ham bizning boshqa davlatlar bilan cheklovlarimiz bo'lmaganga baysiz bo'la olmayashaq. Shuni ossiziqlov muhim. Orenburg proyekti mental okkupatsiya bo'lib turadi. U o'z jimishlarin haliga qadar keltiradi. Tuğandaş xalqlarga, tatarlarga, boshqirdlarga ham qozoqlarga burungi yerlarimizni kiri qaytararga kerak. Xalqlarimizning onunda cheklarni turg'izu eng birinchi burish. Mana как раз bizning tema betenda bu. Кстати, интересно получилось, да, видите, вот начал бисмилля, не знаю с чего, решил вот с этого фильма 92 года, и тут вот и ответ вышел насчет этой земли Оренбурга, и в то же время мы понимаем, что до этого тоже мен sizga сөйләгәнем бит инде по картам. Мы сейчас нам тут еще такой этот СМС написали в ТикТоке, Рахмат, кто это написал, чтобы я сделал карту ту, которую мы говорим. Вот я пацанам сказал, посмотрим, если кто-то что-то замутит, у кого есть компьютер, просто при мне сейчас пока нет компьютера, сделать на компьютере карту, которую я озвучиваю постоянно в своих эфирах. Получается Башкортостан, Татарстан, до моря, да ведь? Насчет, так сказать, можно сказать, предроченный какой-то человек написал гектар комментариев под одним видео. Видео Idil Ural Ozodlik radiosi deyilgan. Ozodlik degan narsasi bor bit endi kanali. В этом Радио Свобода. Ну вот это Радио Свобода, только на русском, и где ведет этот наш Алпамыш, короче, который кто он там, не знаю по нации. Кумык или дагестанец, ну что такое. Короче, под его видосом целый гектар комментариев. Я его пока не копирнул, ничего не сделал, но найдем, посмотрим еще раз. И вот как раз таки там насчет земель, которые как куда что отходит, он примерно написал, но это само собой мы еще будем договариваться, это так не будет. Пока мы нарисуем карту Башкортостана с Татарстаном в таком обличии, который примерно я рассуждаю, а потом уже деление других земель будет происходить совместно с нашими, ну так сказать, делами, уже ближе к цели. Поэтому, чтобы понимали узкожопые, которые постоянно мне бычатся тут, блядь, говорят то, что с Оренбургом у вас нету прохода, точнее, с Казахстаном у вас нету прохода, там Оренбург, пырым-пырым, короче. Вот эту гадину, так сказать, задушить раз и навсегда. Хотим сделать карту, и чтобы эта карта, иншаллах, завирусилась по всем каналам, по интернетам, везде, блядь. Пропустим эту карту. Вот эта карта 2030 года, колонизация постсоветских земель, нихуя не катит, блядь. Так не будет. По-европейски не будет, по-американски не будет, по-узкожопски подавно не будет, блядь.
будет так, как мы нарисуем и как мы захватим свои земли. Вот оно вот так и будет. По-другому никак. Мы не хотим наблюдать между нами, между нашими переулочками узкожопые земли. Нигде их не будет, кроме своего московского болота, блядь. Поэтому узкожопым еще раз говорю, определитесь. Вам чеченцы сказали в свое время, ну, ихние деды, так сказать, создайте свое ебучее русское государство, блядь. Не Россия, блядь, нахуй называйтесь. Назовите узкожопое, нахуй, государство. И чтобы вы, сука, с этой границ не вылазили никогда, блядь. Кутегізні да, башығызны да шығармағыз ондан. 100 айтылды бейтін сізге, блядь. Шонда кутегізні қышып, башығызны кутегізге тығып, шонда яшагыз, блядь. Не вылазьте нахуй оттуда, потому что вы уже надоели, блядь, нахуй, всему миру, блядь. Всему миру вы уже надоели. Не то, что там внутри нас гнобите, блядь, по жизни, блядь. Посмотрев вот этот фильм, который я вчера или сегодня просмотрел, разделил, вчера вроде бы, я как раз этой херней занимался. Делил эти, блядь, куски, загрузил в ТикТок. Но в ТикТоках моих других каналов, если смотрели, вы можете, я там везде перепостил. Можете посмотреть, основу я чисто там загрузил, о чем говорится там. И рисунок смотришь, и 100-летней давности, 92-го года. И понимаешь, по словам говорит на вашем узкожопом языке. И язык, знаете какой? Не 21 века язык, 92-го года язык. И аж там акцент идет той эпохи русскости. Понимаете, язык той эпохи. Когда говорили в СССР, разговор русский тоже был другим, прикиньте. А сейчас другой русский, блядь. Более такой дерзкий, блядь. А в то время говорили так, классика, блядь, нахуй, шувай, сука. Каягазга ураб суляганлар, матур суляганлар. Ну, само собой, это, блядь, кино снимается, короткометражный. Конечно, там не будет матом говорить. Но суть, что этот фильм описывает уже наш, так сказать, предпоследний, так сказать, удар, так сказать, был бы, может, 92-й год, блядь. Раскол, блядь, всей этой пидорасии, точнее, СССР, блядь. А мы остались, блядь. Понимаете, это был звоночек нам, блядь. Это последний звонок, этот фильм, блядь, понимаете? Вот этот Якшимбетов, который снял, я... И у бетінде ол кеше өліп та кеткен бетінде, ол жоқ, ол кеше уже ему 100 лет было бы. Вот, в итоге получается, фильм остался, слова его остались, рассказ этот остался, и вы видите там в этом фильме, если вы можете даже сейчас просто зайти, на фон поставить и смотреть, как бабушка таскает воду в деревне, и в деревне говорится, Башкортостанда, прям, я вспомнил Узымны ауылымны, я же вырос в таких деревнях, понимаете? Вспоминаю то, что мы с колонки воду таскали, с колодца воду таскали. Вот этот нужада яшаганбыз, нужада яшап, урысларга буйсынганбыз. Понимаете, вот этот момент, блядь, вас не будет мекан, блядь, а? Что Башкортостан, Татарстанда яшап, блядь, вы что, почему вы не просыпаетесь, сука? Почему? Почему вы молчите, блядь? Вот это, блядь, 92-го года, блядь, жизнь ничем не отличилась в Башкортостанда, ничем. Любую деревню заедь, вот так же живут люди сейчас. И меня вот это угнетает внутри, блядь, жрет меня внутри то, что вы молчите, блядь. Почему? Почему, блядь, мы должны где-то, хуй его знает, откапывать какие-то ебаные фильмы непонятного качества, блядь, и вам пытаться предоставить. Вот моя задача была вчера, блядь, я думаю, сохраню его в таком обличии, как оно там было, еще какие-то слова свои добавил, которые я в ахуй сам был от того, что я вижу там, наверное, да. И поэтому, исходя от этого, надеюсь, у нас не будет атомной войны, и эта вся хуйня останется еще нашим детям в дальнейшем. Вдруг мы не успеем, блядь, развалить эту ебучую Москву. Чтобы они тогда уже понимали, что 92-го фильм год мы озвучим в 2025 году, блядь. У них будет, блядь, в голове, блядь, теорема нахуй. Они будут говорить, какого хуя меня ата-бабаларым или отам, или бабаларым не заебенили этих узкожопых, блядь. Не дай Аллах, такие вопросы будут. Поэтому мы не хотим этого.
хотим сейчас и сегодня, завтра закончить этим бардаком, в конце концов. Сделать эту жизнь нашу прекрасной, блядь. Давайте на русском прочитаю то, что я читал до этого, чтобы вы поняли и на русском, кто не понял на татарском. Оренбургская область – это русский проект с целью отделения татар-башкиртов от казахов. В свое время в РСФСР, прямо вот это, блядь, РСФСР, я помню, это помню я до такой степени, что мы куда-то должны были писать это. Когда я с Узбекистана в Уфу письмо писал, и мы должны были эти ебучие БАС-СССР, ТАТ-СССР, писали мы. Представляете, это я помню эти сраные буквы, блядь. Существовало два зианчурских района. Один в Башкирской СССР, СССР, видите? Другой в Оренбургской области. Из истории известно, что изначально Зианчурский район административным центром Зианчурина был образован Башкирской ССР в 1930 году. А уже 6 декабря 1934 года образована Оренбургская область, в состав которой вошла часть Башкирской СССР. Вот. Понимаете, в 1934 году его только они создали. До этого ол біздің жерлеріміз болған. Не зря, значит, Алдар Батыри говорится о том, что край это был Казахстан. Край это был Казахстан. Там не было, блядь, другого земли. Там не было, блядь, русских земель. Ну, само собой, его уже время, конечно, были эти ебаные... блядь, всегда это слово забываю. Эти хаты, короче, вот это, вышки, блядь, как их назвали они, блядь. Ну, короче, куда они укреплялись, закрепы вот эти, ихние, чертовые, блядь, вышки, да, короче. И вот они создавали там уже вот это свое, блядь, троицкое, так сказать, вот эти, не могу это слово найти, блядь, забыл. Дичь вот это ихняя, заставы, короче, примерно поняли. Где они укреплялись и уже вышки, да, высоты, как сейчас называют, да, вот эти высоты чертовые были у них, и исходя от этого крепости, вспомнил, да, крепости, благодарю, крепости, и вот эти крепости чертовые, Оренбурге они поставили, потом, я, помните, Алдар Батыры читал, крепость была еще на пути с Сыбирья, короче, в сторону Сибири, над Башкортостаном, между Пермью и с Татарстаном крепости были, вот, видите, каждый вот этот какой-то периметр они ставили чертовые свои заставы, вот эти крепости. И вот этот Оренбург они сделали крепостью, чтобы казахи не зашли и башкортлар не вышли. Получается, гестаповское, фашистское движение, они как бы там, так сказать, контроль поставили, разделив наши районы. Так, а уже 6 декабря 1934 года образована Оренбургская область, в состав которой вошла часть Башкирской ССР. Из Зианчурского района Башкирии ССР было передано 11 сельсоветов. Прикиньте, 11 сельсоветов. Получается, что 11 сельсоветов, если туда отходит, значит, может быть, туда вот этот Куандык тоже может входил. Мы не знаем, конечно, может быть, Куандыкский. Аул Куандык, короче. Позднее Зианчурские районы и там были разделены и присоединены с другим районом, но позднее в Башкирии вновь создан район с административным центром Исянгулова. Вот этот Исянгулова я отлично помню. Почему? Напомню, каким образом я его помню. Как бы, ну, оно никого не касается, конечно, но так скажу. Я учился в Уфе, и был чувак один, башкирт. Он был такой светлый. Смотришь на него, татар. Его никогда ты не скажешь башкиртом. А он башкирт был. Из Южного автовокзале. И вот, исходя от этого, я понимаю, что Исянгулова, да, башкиртлар, ну, как я понял, учились вместе. Учились в Уфе. Было татар. Ну, сейчас, ну, само собой, и татар да был контроль, но он был башкиртом. Исянгулова, да. Вот прям я запомнил его. Я никогда в то время не смотрел, может, не знаю, карту смотрел или нет. Ну, я теперь понимаю, где оно. Где-то там оно внизу было где-то. Я всегда, ну как, внизу, вверх, вот так я только понимал. Уфада ниже, понятно, не мои края.
место, там, у меня как бы от Уфы боковая, так сказать, я оттуда. Вот. Получается, он был очень далеко, издалека. В натуре издалека был, значит, он пипец далеко. Исангулов, это значит Оренбург, Ягонда был, Ерагинда. Таким образом, исторический административный центр Зианчуринского района остался в Оренбургской области, а сам район продолжает существовать в Республике Башкортостан. Представляете, да? Просто поменяли Исангулова Кушкурганларинда. Ну, наверное, он да, не наверное, Исангулова ауылы бар. Район эшләгәннәр, ауыл ясаганнар. Ну, короче, просто, ну, дали название, да, что делаешь, разделили и дали название. Так, образование Оренбургской области и переселение на данную территорию русской является стратегическим проектом русского колониализма, так как данный проект отделяет коренные народы татар, башкиртов и казахов. Важность данного факта также отмечает русский нацист Дугин в своей книге «Основы геополитики». И данный проект сработал во время 90-х, когда распадался СССР, когда татарские и башкирские политики согласились на зависимую независимость с Москвой. Они утверждали, что наши самодостаточные регионы не смогут быть независимыми из-за того, что находятся в центре России и у нас нет границы с другими государствами. Важно подчеркнуть, что Оренбургский проект является ментальной оккупацией, которая приносит свои плоды до сих пор. Братским коренным народам, татарам, башкиртам и казахам необходимо вернуть наши исконные земли, и первостепенной подачей является восстановление границ в умах нашего народа. Вот так вот. Надеюсь, кто не понимает татарский, дошло, надеюсь, на русском. Вот, дочитал я его, в конце концов. Так, идем дальше. Чем мы тут говорили дальше? Мухам отцарился. Ё-моё. Надеюсь, меня слышно, видно. Понял. Сейчас, секунду. Извиняюсь. Все прутся сюда на зарядку, надоели. Так, Ункишутра, Рахмат. Примерно эту тему мы чуть-чуть пока закрыли. Но территориальная тема, как обычно, у меня, как вспомню, начинается у меня все. Про территорию я постоянно буду говорить вам, напоминать. Так, Габбасов что-то загрузил. Руслан Габбасов о том, как псевдолибералы из хороших русских пугают коренные народы войной, пытаясь остановить деколонизацию. Но это всего лишь блеф, угрозы, за которым нет реальной силы. Народа не запугать, когда империя сама трещит по швам. Но что-то там он говорил сегодня, я так и не вкурил, там минут 10, наверное, говорил, и все на этом. Если получится открыть, давайте попробуем открыть, о чем говорит, просто вспомнил я. Что-то он говорил, то, что там навальнисты и всякая вот эта дичь, что-то там пыталась, так сказать, дать этот. Послушаем. Хороший русский башкирец Аббас Галямов вновь решил всех попугать кровавыми последствиями в случае распада России. Дескать, слова о деколонизации только сплачивают глупое и трусливое население россиян вокруг у меня нет варианта другого. Его статья об этом вышла в еженедельном латвийском журнале Free City. Называется она «Призывы к распаду России цементируют социальный фундамент власти Путина». Давайте прочитаем некоторые отрывки из этой статьи. Итак, он пишет. Россияне помнят, что распад СССР сопровождался большим количеством этнических конфликтов. Алматинские и Ферганские погромы, резня в Сумгаите и Ошской области, войны в Нагорном Карабахе, Таджикистане и Приднестровье, грузино-абхазские, грузино-осетинские, осетино-ингушские конфликты. В конце концов, две наших чеченских войны.
Счет погибшим в ходе этих трагических событий идет на сотни тысяч. Мысль о том, что нечто подобное может повториться еще раз, способна до смерти напугать жителей России, сплотив их вокруг нынешнего режима. Пусть он коррумпирован и авторитарен, но если альтернативой ему станет межнациональное противостояние, то никаких перемен люди не захотят. Дескать, уж лучше вечный Путин. Парадокс в том, что искренне ненавидящие нынешнюю власть отечественные деколонизаторы, те самые, что заявляют о необходимости распада России, цементируют ее социальный фундамент лучше, чем все Z-сообщество вместе взятое. Что Ну и так далее по тексту. Я Здесь потом мы видим отвечу. старую избитую уловку о неминуемом кровавом распаде России, который сотни раз на самом деле опровергнуто сегодняшними реалиями. На самом деле 25-летнее управление России, которую так любит Аббас Галямов, привело к сотням тысяч жертв в нескольких войнах, организованных путинским режимом. На данный момент в этом недогосударстве тысячи репрессированных и миллионы изгнанных из страны. В России царит идеология имперства, русского нацизма и нетерпимости ко всему нерусскому. Открыто убивают ярких и видных оппозиционеров. В стране орудуют неонацистские русские группировки, которые бьют и убивают людей по национальному признаку, такие как русская община, двуглавый орел, северный человек и так далее. Никогда мир так не был близок к ядерной войне, как сейчас, именно из-за действий России, когда Путин, угрожая всем своим противникам, обещает нажать ядерную кнопку. Эфир дома. Но бояться надо почему-то гипотетических кровавых конфликтов, которые, по мнению Аббаса Галямова, обязательно произойдут, если вдруг Россия распадется. Сам Галямов тут же начинает врать и манипулировать фактами, когда приводит в пример вооруженные конфликты, которые произошли в большинстве своем во время существования еще самого СССР. Ну давайте просто по фактам. События в Алма-Ате произошли в 1986 году, и мы помним все их. Сумгаитский погром произошли в 1988 году. Ферганские события в 1989 году. Ошские события в 1990 году. Карабахская война началась в 1989 году. Грузино-абхазский конфликт в 1989 году. Грузино-осетинский конфликт в 1989 году. Остальные войны в Приднестровье, Таджикистане и осетино-ингушский конфликт действительно произошли после развала СССР. Но и здесь Аббас Галямов вновь сознательно не упомянул то, что, например, в Приднестровье конфликт спровоцировала именно Россия. И мы помним сотни и тысячи русских добровольцев, которые ехали в Приднестровье воевать за так называемый русский мир. А конфликт между ингушами и осетинами произошел именно из-за действия советских властей, которые произвольно нарезали границы так, что это и привело к кровавому конфликту. Мало того, этот бывший спичрайтер Путина, чем так любит гордиться Аббас Галямов, зачем-то приплел сюда две чеченские войны, которые начала его любимая Россия уже в 90-х годах. Вот такие они во всем, эти апологеты единой и неделимой ПРБшечки, прекрасной России будущего. Врут, искажают факты и манипулируют сознанием людей, одновременно прикрывая всю ту мерзость, что творится прямо сейчас. Благо то, что никакого влияния они не имеют ни в России, ни в национальных республиках. А значит, наше дело правое, и мы обязательно победим. Поймал суть, просто сейчас чуть-чуть меня туда-сюда отвлекли. Люди подходят постоянно на зарядку. Короче, смотрите, я вспомнил, о чем речь была тут. Речь была такая, что вот эти всякие Аббас Галямов, он про про нашего Манкурта говорил, он, понятно, да? Но тут речь идет не только о нем, да, ведь, а о том, что там навальнисты, вся дичь вот эта, которая топит, блядь, за независимость, так сказать, от Путина. Но тут нахрен, ну как независимость от Путина, блядь, хорошая Россия, или как там, добрый русский, блядь, хороший русский, блядь, вот эта дичь,
и с ними манкурты, как обычно, вот в том фильме, который я до этого вам говорил про фильм, когда клане там говори я, да, вот это заставляет говорить эти узкожопые нашим предкам, заставляет говорить да. Вот из этой категории, получается, сейчас люди, которым говорит да нету, а они сами манкурты, им даже ничего не надо говорить, они уже готовы, блядь, плясать перед этим путинасовским строем, блядь, или там перед навальнистами, перед хорошими русскими, блядь, и так далее, блядь. Вот, эта вся дичь гребаная, она была и есть. Поэтому нам нужно сейчас конкретно понять, блядь, кто с нами. Помните, я вам говорил, 4 деления я вам рассказывал, блядь. Есть мы, допустим, да, но нас вперед не ставил. Есть манкурты, пусть будет первое, манкурты. Второе, это вот это, хуй поймешь, непонятные люди. Третье, это, блядь, вот с манкуртами, блядь, вдобавок, те, которые не определились, и еще мы, да, вот та, которая, блядь, идет, ну, так сказать, блядь, по человеческому образу, блядь, да, мы не хотим воевать. Есть такие. Но вот есть из этих категорий манкурты, и которые непонятно еще сами не знают, что делают, и съебались, ну вот и как релаканты, которые съебались, хуй положили и туда, и сюда. В такой же категории, помните, я вам рассказывал, и у хохлов есть такая же хуйня, блядь. Хохлы тоже такие же есть, блядь, которые съебались, и им похуй на войну, блядь. И получается, у всех есть такие. Вот 4 разных эпизода вот из наших действий, да, ведь должны, мы что должны, блядь, вот таких, блядь, всяких Галямовых, блядь, Аббас Галямовых, блядь, и имя, блядь, такое, да, ведь, мусульманское, блядь, и фамилия такой, да, ведь, а сам дерьмо, понимаете, вот прям, блядь, ему не сочетается его имя, фамилия, не сочетается, как, так сказать, мусульманину, что, блядь, из числа, так сказать, таких красивых имен, так можно сказать, да, правильных имен мусульманских, он такое дерьмо, блядь, топит, блядь, за, так сказать, после путинский режим, блядь. Удивительно, да, ведь, блядь? Просто мне аж порой иногда фигово становится то, что Башкортостаннан, Татарстаннан такие манкурты, заядлые манкурты, знаете, вот прям конченые, блядь, что аж вот так, если так посмотришь, да, ведь из узкожопых, по идее, если и распределять их по какой-то процентности, узкожопые, по идее, да, ведь даже лучше получаются, блядь, чем эти наши манкурты. Понимаете? Ну, как сказать, если сопоставлять ихнюю вот эту гнилость, блядь, перед манкуртами нашими, манкурты лучшие работники, чем вот эти гнилые русские. Понимаете? И, ну, как бы, не знаю, как это правильно объяснить. Короче, у них больше плохого у манкуртов, чем у этих русских, которые дают им задание. Получается, русские, которые им дают задание, они даже вот так, если посмотреть, блядь, отбелить можно их, хоть чуть-чуть. А наших хуй отбелишь. Вот до чего дошли наши манкурты. Поэтому подобие таких высказываний Габбасова, там, еще там, Айсина, еще кого-то там, всех наших, так сказать, если мы называем нашими пока в данный момент, мы понимаем, что от этого наш народ там, блядь, каким-то правильным не станет. Правильным от этого не станет. Хоть ты там 1000 раз им открывай глаза, правильным не станет. Почему? Потому что тот фильм, который 92-го года рассказывает о том, что нас, так сказать, ну, гнобили до этого еще, блядь, 500 лет назад, так сказать, в течение 500 лет, ну вот это 500 лет, которые прошли до нас, то тут нам даже и говорить нечего, получается, и говорить, ну, так сказать, ну, мы до такой степени уже, ну, заманкуртились, что нам тяжело как-то какие-то отмазки лезть, точнее, насчет их, вот этих манкуртов. Поэтому, как бы, я считаю, что манкуртов даже отмазывать не надо. Отмазывать не надо, там, за них краснеть даже не надо, я думаю. Почему? Потому что они не из числа наших.
Нам надо как-то его склонять, вот эту манкуртскую тему, склонять больше, наверное, знаете как, то, что эти по исламу, да, так сказать, по исламу, что заблудшие. Вот нам будет больше правильное выражение их называть заблудшими. Почему? Потому что одни говорят, вот, они кадыровцы. Одни говорят, что, что нам говорить миннихановцы? Или там хабировцы? Кадыровцы, хабировцы, миннихановцы, путинисты. Мы будем распределять их по такой, так сказать, гребаной какой-то тупой группировке, которая, блядь, ничего они не стоят, блядь. Поэтому я считаю, как-то этих манкуртов, ну, и тех, не то что даже не тех еще, не только манкуртов, да, вот даже тех неопределенных, блядь, неопределенных людей мы должны как-то зачислять, я думаю, под такую гребенку, что они не наши вообще. Вот как сказать, вот, допустим, узкожопые другой религии, да, а эти наши религии, но в то же время не наши. Делать, чтобы это нам нужно сделать, нам нужно определиться своей группировкой. Какая у нас группировка? Кто мы? Мы, как кто-то мне предлагал, надо, говорит, какой-то политический, какую-то тему, да, как это, оппозиционная, уже есть ведь оппозиция называется, кто-то называет себя там независимый Татарстан, независимое изгнание, блин, тырым-пырым, короче, или делать какие-то, ну, организации, которые, блин, будут вот за эту тему топить уже с Европой, с Америкой, с теми государствами, которые против этой ебаной нахуй России. Вот с ними нам нужно организовать какое-то движение совместное, а не так, что мы, получается, говорим, а у нас никакого движения нету. Никакого движения нету. Мы только вот как балаболы становимся. Вот это меня всегда, постоянно меня в тупик заводит. Почему мы действуем? Почему мы вот мы сейчас прослушали Габбасова, 10 минут что-то сказал нам, окей, мы что-то услышали, все, бір құлақтан шықты, бір құлаққа кірді, забыли. И что дальше-то делать? Где дверь, блядь? Что делать? Вот из этой категории мы и, получается, мы высказываемся там, этот сказал, этот сказал, и туда-сюда, крутим, вертим, носим эти слова с одного места на другое, переносим, с одного канала на другой канал переносим. Он сказал, я вам сказал, вы у него могли бы послушать. Но вот, понимаете, эти интерпретации разного человека не приводят к тому, чтобы мы встали и пошли на Москву. И вот этот момент. Ну, я это смотрю, этот «Свободной Башкирии». Давайте посмотрим еще, какие темы говорилось. Сколько с 18 века и по сей день башкорты расстреляли, распяли, повесили, избили русских конкретно за то, что те говорили на русском языке и называли себя русскими. Нисколько. Никого, а сколько русскими было убито, искалечено, репрессировано, втоптано в грязь башкортов за то, что они башкорты. Вот как раз, опять-таки, возвращаясь к тому фильму. Вот тот фильм, если вы посмотрите, вы прям услышите, что там такой, знаете, вот печаль. Печальный фильм это, понимаете? Теге ахыргы теге үлем алдыннан алынган үзенә истәлек өчен калдырыр өчен, как будто бы этот режиссер делал этот фильм. Это его, может, последний, я не знаю, последний, не последний, ну, я понимаю, последний. Он перед смертью, получается, этот фильм оставил, прикиньте, да? И вот там конкретно те слова, которые мы каждый день вам разжевываем. И там все сказано в 92-м году, блядь. Получается, если бы я его сейчас, точнее, если бы я его 2 года назад посмотрел бы, я его 2 года назад вам бы и разжевывал бы. Но я его увидел уже разжевывая те же слова, которые там говорилось,
2 года уже я вам это говорю, но я его услышал через 2 года, грубо говоря, и я услышал, блядь, то, что я говорю вам. Понимаете? Оно говорилось и тогда, оказывается, блядь. Но ни хрена ничего не сделано. Но это был фильм всего лишь, он-то не призывал что-то делать. Он просто констатировал факты какие-то, что вот гнобили башкиртов, убивали, т.т. п.т. И там самое интересное говорится о том, что откуда пошло заражение. Заражение уфимской воды. Все же мы знаем, что ртуть пролилась, bizning narsaga белыйга, ну бели, нашу на белую реку упала эта ртуть. А там, оказывается, еще, как в этом фильме говорится, что еще вроде бы были испытания атомных бомбы под землей. Бомбили какие-то нахуй атомные хуевины, блядь, под землей. Это что за нахуй? Если в том фильме говорится об этом на самом деле, то это удивительно, блядь, нахуй ужас. Удивительный ужас о том, что если на самом деле это все делалось, получается, там не только ртуть пролилась в эту воду, и вот эта вся дичь тоже промылась через весь грунт и попала в реку. Куда она попадет, блядь? Не высохнет же где-то или не застынет. И вот она вся попала, получается, в эту хрень. Если это на самом деле говорится, там правдивый фильм этот, если идет, о чем там говорится. И само собой, там после этого говорится о том, что женщины там начали рожать, блядь, там хуево, короче. И все, вот так. Заболевание женщин пошло, дети умирали и так далее. Роды херово принимали. Мертвые дети убивались туда-сюда, и там прям начинание фильма идет о том, что лежит где-то там, непонятно там, в воде, непонятно, где-то мертвый ребенок, понимаете? Нашли мертвого ребенка, кто-то выкинул, даже не похоронили, просто выкинули, выкидывали детей, находили детей на мусорке, и там женщина рассказывает, но я это не стал грузить, но вы можете посмотреть. При этом говорящие на башкирском все равно русофобы и мечтают устроить русорез. А призывающие к притеснениям башкирского языка и башкирского народа — это благородные люди, защищающие мир и спокойствие России. России, в которой башкиртам нет места. И как раз таки сегодня такой видосик увидел, где-то там, кто его грузил, не помню, как узкожопые напали на пацана какого-то, типа как напали, ну наехали, то, что там, типа, то ли паспорт просили, то ли что, ну где-то опять происходит это. Но тот вроде там написано, вроде было армян там было написано, а на армяна напали или что, вот такая дичь, короче. И тоже огрызаются там, да, между собой там какая-то фигня, целая толпа, менты, короче, и этот чувак один, короче. И вот опять вот это нападение получается на то, что типа он приехал, типа он не должен здесь командовать, блядь. Ну, короче говоря, непонятно, ну, вот этот отрывок видео. Для чего до него докопались, непонятно. Ну, стоят амбалы, и тот пацан тоже как бы вроде в теле, но маленького роста, и как бы что-то им доказывает там. А они у него просят паспорт, а он говорит, я не дам паспорт. Такая дичь, короче, нацизм, гребаный нацизм. Так, идем дальше. Что тут еще? Ну, давно я про Башкортостан прям точно не говорил, вот поэтому сегодня буду говорить больше, наверное, про Башкортостан, там, ну, про наши темы, которые мы постоянно и озвучивали. Имеется в виду, внутри России будем, там, не будем выезжать там в Уйгуристан там, или другие места не будем пока озвучивать, будем пока про нас говорить, чтобы не отходить далеко от кассы. 7 человек Рахман в Ютубе и 3 человека в ТикТоке. И тут вот пишет кто-то еще.
Самая главная задача для любого башкира — это осознать факт колонизации мышления оккупационным режимом. Осознать, что колониальный режим совратил мышление и подменил понятие таким методом, уничтожил национальное религиозное самосознание, идентичность, сделав из башкурта раба манкурта. Именно осознание является первым шагом на пути решения проблемы. Давайте поговорим, вот как я буду экземпляром того манкурта. Представим. Мне 40 лет. Я, наверное, был, допустим, 40 лет манкуртом. Допустим, вот я манкурт был, и забыли о том, что как бы там до 40 лет я что делал. Ну вот я был вот манкуртом. Мне 40 лет, я манкурт, короче. И тут бах, короче, переформатирование, и я вам начинаю об этом говорить, то, что я был манкуртом, и я начинаю, ну, как бы, менять себя. Таким же образом, если рассуждать, то наши слова, которые мы сейчас говорим, нормальному человеку, вот нормальный, вот адекватный, туылган, башишли, умбір класс бітірген, училище, университет оқыған башқұрт білән татар, Башқұртстан білән Татарстан ішіндегілерге мен сөйлеймін. Не говоря там по всей России, которые, блядь, расползлись, татары, башкорты, про них я даже пока не буду говорить, блядь. С них вообще нехуй брать пока. Вот внутри Башкортостана с Татарстаном, которые говорят, моя земля, я никуда не поеду, я здесь хочу жить, туда-сюда, я это, знаете, как такие моменты говорю, которые я уже 1000 раз слышал от них. Окей, ты никуда не едешь, ничего не делаешь. Давайте сарказм пущу. Какого хуя тогда на войну едете, блядь? В Украину. Зачем едете на войну-то? И тут получается вопрос. Этим манкуртам, ну, точнее, этим манкуртам, понятно, как мне, как манкурту, так сказать, как будто бы, да, вопрос. Когда ты, ну, ты или вы осознаете, что у вас есть тоже такие же мозги, даже, может, умнее меня, само собой, чтобы ты осознал в своем мозге, блядь, что мы вам хотим докладывать, что мы вам хотим донести. Вот это, блядь, понимаете? Вот это. Почему, блядь, нахрен мы к этому пришли, а вы, живя в Башкортостане и в Татарстане, никогда нахуй не хотите выезжать оттуда и не вылазили, кроме нахуй Турции и какой-то ебучего Таиланда, блядь. И вы нам ответьте, почему вы не хотите принять вот эту реальность. Почему мы вам, блядь, нахуй 2 года долбим о том, что, блядь, нахуй есть такие пидорасы типа манкурты, блядь. Почему ты хочешь быть этим пидорасом-манкуртом, не хочешь выйти в нормальную полосу, так сказать, своей жизни? В чем твоя проблема? В чем, вот вам тоже даже вот здесь написано, вот написали люди, почему именно осознание является первым шагом на пути решения. Вот осознать, что ты долбоеб, блядь. Почему ты не можешь это осознать? Объясни мне, вот этому, как человеку, который, может, тоже размышлял как манкурт в свое время. Вот представили меня и себя сопоставь. Почему я сейчас тебе долблю, блядь, про то, что ты долбоеб, а я уже осознал этот долбоебизм и пришел, блядь, нахуй в нормальную, так сказать, стратегическую, блядь, обстановку против Москвы, блядь. Почему ты не можешь осознать, блядь? Ты, может, старше меня, больше прожил, мозгов дохуя у тебя. Ну почему, блядь? Или у вас очко нету, нахуй? Почему, сука, вы родились башкортами и татарами, блядь, нахуй, и не можете постоять за свою землю, блядь? Манашунарга меня, вот найдите ответ, блядь. Если вот это расчленять, вот эти теоремы, так сказать, людей, которые пишут и дают нам понять вот этот вопрос, расчленяя вам этот вопрос, почему вы не можете вот этот, блядь, нахуй, поставленную цель исполнить? В чем проблема? Nima sizga atagiz, otag'iz, inangiz, блядь, o'rgatmaganmini, что, блядь, нахуй, boshqirt bilan tatarni yoqlarga kerak, yordam berishga kerak, блядь. Shul aybrlarni siz anglamaysizmi? В чем ваши, вот, где вы не туда сворачиваете постоянно? Постоянно в своем образе вы где не туда сворачиваете? Объясните мне, куда вы проебываетесь? Куда вы проебываетесь постоянно?
Объясните мне. You Good. see? Yes, no. You remember when I tell you I forget? You? Yeah, me. I now I go to check to charge my power Yeah, bank. I don't find it. Yeah, you remember. After I am give me, I know this Yes, I room. see online. Okay? Okay. You remember, you, huh? Yes, No yes. another people. No. To me, when I sit here, Okay. 1 and 2. Two, huh? Yeah, not Okay, my шкаф, okay? one. Number 12. 12. I Yeah. come to you after 2 hours, 3 hours, 1 hour. Today? Tomorrow. No problem. Yeah, I come Okay. back. Yeah, I come. This no. This Enjoy only your mine. life, brother. Окей, thank you. Короче, этот, и опять сбил с толку, блядь. Men aytdim-ku haligi narsa uniki bo'lgan ekanda. Mana ko'tarcha. Men aytdim senikiman desam, bilmayman dedi. Seniki bo'lsa ol nahvoy dedim. Cho'ntagimda turuvdi. Olmadi. Menga kelib ketdi deb qo'yib qo'ydim. Qo'yib şeyga. Qoldirib ketibdi-da. Men sen ustingini olgan, tagi qolib ketdi. Men oldim. Uni boris boshqasi sipib ketardi. Короче, в шкафу лежит. Шкаф-то трубка. Да, эти подходили соседи. Короче, извиняемся. Перебили, блядь, спонтология. И вот, давайте переключимся дальше. Потому что я уже вспоминать тяжело будет вспомнить, о чем я говорил. Итак, слова, мысли. Qaysin biri? Bundan chiqadi. Sen mayerga tiqib qo'yaver bo'lmasa, mana uni chiqarib. Yo'q, sen o'zingnikini unga tak. Sorry, извиняемся. Блядь, men efir qilganda sikib o'radi ekanda bu odamlar, блядь, заебали уже. Извиняемся, короче, тут технические неполадки, блядь, заебали долбоёбы подходить ко мне, блядь. Так. Прежде чем стать свободным, идем дальше. Прежде чем стать свободными и независимыми от России, башкиры должны сперва освободиться от России в своих головах. Должны прийти четкое понимание, что мы можем и имеем полное право на свое независимое государство. Что Москва нам не столица, а Россия не наша страна. Должно прийти понимание, что Россия нас как отдельный народ уничтожает, стирает нашу идентичность, и это не просто слова, это реальность, которая подтверждается каждый день. Каждый башкир должен жить с мыслью, а что я сделал для того, чтобы мой народ стал независимым. Башкортостан не Россия, башкорты не россияне, независимость единственная и главная цель башкирского народа. И под ним 2 комментария. Какое сладкое слово азатлык. Сохраним Республику Башкортостан, укрепим его суверенитет. Судьба Башкортостана должна быть в руках, в первую очередь, башкортов. Башкортов вперед. Ну, понятно. Комментарий это было. Вот. Исходя от этих мыслей, это, я как понял, короче, свободная Башкирия скопирована от слов Габбасова. Эти слова Габбасова. Чтобы потом не говорили, что кто это. Вот, Габбасов это написал. Да, и мне задавали, как раз я вот здесь остановлюсь этим вопросом, чтобы мой народ стал независимым. А что я сделал для того, чтобы мой народ был независимым? И теперь, вспоминая прошлые годние эфиры мои, мне задавали вопросы в Ютубе постоянно, что я сделал для Башкортостана. Вот мне задавали. Это каждого касается, да ведь? Я ничего не сделал. Я жил, уехал, приехал. Вот сижу с вами на эфире. В данный момент, да ведь? Вот после этого я понимаю, что я уехал. Внутри Башкортостана я в данный момент ничего не делаю. Получается, я не помогаю, так сказать, Башкортостанга или там Татарстанга и так далее. Но я, хоть и уехал, могу смело это говорить, что пытаюсь не забывать Башкортостан и Татарстан. Пытаюсь не забывать. И какими-то моментами пришел вот к этому эфиру, да, ведь, как вы поняли, приперся к этим эфирам. Ну, каким образом? Что меня подвело к этому?
если задаваться вот этим вопросом, как он задался для всех нас. Вот я один из них пусть буду. Вот вам буду примером сегодня. Везде буду себя показывать как пример. Зачем я пришел? Я пришел, вам когда-то уже говорил, от чего я пришел. И здесь люди иногда спрашивают, нахрена ты это делаешь? Вопрос задают мне здесь, зачем я это делаю? Туганлар, я скажу так, зачем я это делаю, когда началась мобилизация, я уже это 1000 раз говорил, начали просто умирать люди. А я оказался таким, знаете, как мне бывшая жена сказала, дезертир. Такое слово, да, дезертир, блядь. Как будто бы десантировал куда-то, блядь. Дезертир, блядь, я. Вот такое, знаете, вот как дезинфекция или там, как дизентерия, блядь. Такое слово, ебанутое слово, блядь, да, это аж звучит тоже, блядь, так гадко, блядь. И там был ответ. Какой? Ответ такой прост был. Ты хочешь, чтобы отец, так сказать, ребенка был мертвым. Вот примерно вот этот ответ был зазвучен деген кебек жауап бердім шулаймен. И тут получается такая же примерно тема, что мы сделали. Что мы сделали для Башкортостана с Татарстаном. Это касается всех нас же. И я понимаю, что если мы во время мобилизации не спасли бы сами себя, то мы что сделали бы? Мы просто нихуя ничего не сделали бы. Пошли бы, блядь, как эти быдло, блядь, который сейчас идет, блядь, топтать эти сраные кирзачи еще раз, блядь, после того, что я 2 года в армии еще был. И просто сдохнуть, блядь, как букашка. В этой сраной непонятной войне. Кто, кого, что, блядь, непонятно. И потом, само собой, как и мусульманин я не пошел, чтобы не звучало как отмазки, аргументов много. Интерпретировать можно до хрена и больше без остановок. И поэтому нужно задаваться этим вопросом тем, я думаю, которые там живут. Живут и идут на 200 тысяч этих сраных рублей сами себя убивать. Думают заработать, а идете сами себя сдохнуть, чтобы там идете, да, улерге. Шунарга, мен айтам, задаюсь этим же вопросом, но, так сказать, добавляя от себя, что ты внутри Башкортостана сделал и хочешь сделать. Понимаете? Когда ты внутри, и ты начинаешь топить, как мы, ты ничего не сможешь сделать там. Тебя загребут, сразу завяжут, и ты сдохнешь там внутри. Поэтому, когда у тебя возникнет вопрос того, что хочешь сделать, обратись или к нам, или вылазь оттуда и выезжай куда-нибудь за границу и начинай делать. Чтоб о тебе народ узнал, что ты Башкортостаннан или Татарстаннан, и вылазьте оттуда уже, блядь. Я вам 1000 раз говорю. И поэтому, когда я чухнул оттуда, я начал максимально давить на то, чтобы мобики вот эти мобилизованные не ехали, а выезжали за границу. Кровь из нос, блядь, я пытался помогать им, и до сих пор помогаю, кто хочет приехать, уехать, блядь, советами, любыми методами, блядь, вытащим, блядь. Если я говорил еще в прошлых своих эфирах, всегда говорил, Башкортостаннан, Татарстаннан, автоматом я помогу выехать оттуда. Любым способом. Только скажи, куда ты хочешь съебаться, внутри Европы. Я могу помочь тебе. Проблем нету. Хоть как я тебе помогу, чтобы ты выехал сюда и заехал. Поэтому вот примерно эту помощь я могу дать. Но я не могу дать внутри вам помощь какую-то в данный момент, чтобы не казаться, как крыса съебалась с тонущего корабля. Я не могу внутри вам дать помощь. Внутри помощь дать вы сами себе можете только. Если вы сами себя, так сказать, уедете, оттуда, и уберете, да, из Башкортостана, Татарстана, сами себя уберете оттуда, вот ваша помощь. Сами себе будете помогать. Потому что, когда мы оттуда уезжали, тоже сами уезжали, нам тоже никто не помогал. Поэтому мы сами уехали.
Потому что и некуда помогать. Надо просто выйти на ту сторону Куандыкского, так сказать, коридора, Казахстан, и все, вуаля, вы уже на свободе, так сказать. И потом потихоньку оттуда двигаться или там, или оттуда, я не знаю, хоть куда двигаетесь. Поэтому вот когда вот такие вопросы там Габбасов задал, да и любой, кто задается, я думаю, если ты не манкурт, ты должен отвечать смело, что ты сделал для Башкортостана с Татарстаном главное за азатлык. За азатлык. Твоя задача независимость. Вот твоя задача ответа и так далее, а не то, что ты и пошел, блядь, в Украину, блядь, за эти путиносовские деньги умирать, блядь, и оставаться инвалидом. Или вообще там не приехать оттуда уже. Вот примерно так. Поэтому я думаю, что каждый считает свою правду правдой, но ваша правда, которую считаете правдой, это нам не относится, если она не за независимость. Если вы хотите азатлык Башкортостана и Татарстанга, тогда вы должны автоматом присоединяться к нам. Почему к нам присоединяются молодые пацаны, которые хотят за независимость топить? Почему нету, блядь, детей, хотел сказать, людей, которые от 30 до 50 лет, которых я призываю? Почему вы молчите, блядь? Сука, вы же, блядь, СССРские крысы, блядь, которые родились во время СССР, вот как я. Почему вы молчите, блядь? Почему дети Путина, так сказать, блядь, они хотят сейчас, блядь, независимости? Почему, блядь, нахуй молодежь хочет независимости? Че она, блядь, умнее вас, что ли, получается? Почему у них больше духу, блядь, чем у вас, блядь? Кто вам засрал мозги, блядь? Почему вы такие трусы, блядь? Вот миллион вопросов вам задается, блядь, Башкортостан, Татарстан, халкана, блядь. А тут вылазят всякие мараты, клубники, орут там, Тямаев почему не идет, блядь, на войну, другой не идет на войну, блядь. Ну вы, блядь, сами себе задайте вопрос. Какого хуя вообще идете на войну, блядь? Задайтесь этим вопросом. Почему из вас кто-нибудь, нахуй, не скажет, что я хочу против Москвы пойти, блядь? Давай, Рустам, блядь, соединяюсь я с тобой, блядь, давай, все, идем вместе, нахуй. Почему из вас никто этом не говорит? Утыздан иллига хатлым, блядь, мужиклар бармы, ёб твои матлар, бармы сіз. Қоясыз сіз, чтобы вы могли сказать, что, блядь, мы не хотим, блядь, нахуй, чтобы по улицам Казани и Башкортостана бегали эти ёбаные, нахуй, русская община, блядь. Почему вы не идете, блядь, против этого? Почему вы не создаете, нахуй, татарскую общину в Казани, башкирская община? Почему? Где те мужики, пацаны, которые, нахуй, в свое время держали, так сказать, мафиозные кланы, блядь, нахуй? Где, блядь? И что, вы сейчас все при режиме Путина стали очкистами, что ли? Где, блядь, мужики, блядь, остались-то, ёпта? И это, нахуй, не издевка. Это вам конкретно фактические, блядь, вопросы. Где вы, блядь? То, что вы на войну пошли, потом орете, герои вы, блядь, нахуй, нахуй. Допустим, вопрос Набиева возьмем, Рустам Набиев, да, или как его, блядь, не помню, без ног, который в казарме остался. Ну, он тоже Ташагин, блядь. Я его думал, пацан нормальный, блядь, уфимский. Для меня он кутакбаш, блядь. Последние его видосы, что, блядь, сказал он, блядь? Он говорит, что, блядь, он будет вести, блядь, какую-то гуманитарную помощь, нахуй, на войну, блядь. Он уже возил, еще раз повезу, что-то такое, еще помощь. Он стал блогером, блядь, вся хуйня, муня. И он сливает свою, нахуй, доход, блядь, не в то место, блядь. Нет, блядь, нахуй, сливать за независимость. Что за хрень, блядь? После этого, как вы вот, думаете, что вы хотите от этого, блядь, взять? Что вы блогеры там или какие-то черти, блядь, какие-то нахуй, которые, блядь, думают за Башкортостан, Татарстан, блядь? Нет. Вы думаете только о своей славе. Теге дан казанырга уйлыйсыз. Дан казанган кутак башларсыз, блядь. Понимаете? Сіз дан казанмайсыз башкорт белән татар өчен. Сіз урысны күтен үттем дигән дан казануны аласыз, блядь.
Shuni medalin tog'irga ulisiz, mana bunda ko'krak tutirib, so'g'ib bunda yurisiz, потом men totar, men boshqirt deb, блядь. Yo'q, siz manqurt. Siz totar boshqirt tugilsiz siz. Shunarga yurak, jon, butun narsa arniy, блядь. Что biz sizga suliymiz нахуй. Juqqa bushqa sulagan kebik нахуй. Sizga mandan kira, mandan chiqa, блядь. Элленди narsaga aylandingiz siz, блядь. До такой степени же, блядь. Ну нельзя же быть нахуй таким пидорасом, не любить свою нацию, блядь. Сука, ты же вышел, блядь, из крови Башкортостана, из крови Татарстана, блядь. Почему вы не любите свои нации, блядь? Почему вы, сука, продажные шкуры, блядь, любите этот узкий мир, блядь? Где вас, сука, кто вас, блядь, к этому подвел, блядь? Ваши родители же тоже, нахуй, были манкуртами-коммунистами, которые даже к намазу не подходили. Siz de ведь на намаз оқимысыз. Вы определитесь, блядь. Или вы, блядь, будете жить в исламе, или вы будете жить как пидорасы, блядь, с русскими, или вы, в конце концов, будете жить нормально в независимых странах наших. Где вы будете жить? Вот задавайтесь и такими вопросами, где вы хотите жить, блядь? В дерьме, как сейчас вы живете, лохами такими, где вякнуть нельзя вам, блядь, рот открыть нельзя, сразу русская община прибежит, затрахает вас во все щели, блядь. Где вы хотите жить? С кем, блядь? Оптрим, блядь, просто обычные вопросы это. И на это вы должны найти ответ, блядь. Потому что, блядь, я порой даже думаю, блядь, до такой степени башкирт bilan татарны зачмырили, блядь, что мы не можем даже ответить на эти вопросы. Ответ вы не... Вот найдите мне на него ответы, блядь. Почему да почему, а нет ответа. Так. Как новости прочитаю. Ну, что-то загрузили. Ну, давайте как какой-то инцидент прочитаем. Новости из оккупированного Башкортостана. 18 ноября 2025 года состоялась встреча представителей оккупационной власти главы Башкортостанской митрополии Русской Православной Церкви епископа Уфимского и Башкортостанского Филарета и ставленника кремлевского агента в Башкортостане Хабирова. Насильник башкирских женщин Андрей Назаров и лакей оккупационной российской власти Муртат Ради Хабиров активно занимается продвижением православной секты на территории Башкортостана. Ну, это понятно. Это понятно. Вот этот рожи, чтобы, ну, вы понимали. Вот этот Ташак по истории насиловал башкорт-казан в молодости. Вот этот Назаров, блядь, насиловал, блядь, башкирку в своей молодости. И, понимаете, почему же он не насиловал русскую, блядь? Почему именно башкирку насиловал, блядь? Вот интересный вопрос, блядь, у меня вот возникает, блядь. Что ж, блядь, нахуй делается, блядь? Почему насиловать, окей, насиловал, блядь, почему в то время, считайте, это до 92-го года происходило, да, то, что он насиловал, или когда он насиловал, там, мы как помним, да, ведь кто там рассказывал нам об этом. Почему в то время ему не ответили, блядь, просто другие башкортлар или татарлар там же просто в жопу нож не засунули? Почему так не было этого? Коммунизм был, да, ведь? Коммунизм, и должны были по правосудию судить, да, ведь? Почему у нас вот так, блядь? Почему, когда, блядь, башкорт, блядь, татарны где-то гнобят, нахуй, никто, нахуй, не прирежет этого пидораса? Ну, эзгина бит қонда шығара керек та енді, блядь. Утрегеді тойырға ондан нахуй, если на то пошло, блядь. Надо подводить такие методы надо делать уже.
Не идете на Москву, блядь, хотя бы дома начните отвечать за свою жопу, блядь. Допустим, вот такие действия, которые происходят, допустим, СВОшниками. Вот это вот этот момент, как бы, так сказать, как будто из прошлого СВО, блядь. Какая-то хуйня насилует людей. А потом сейчас образуется целая СВОшная, блядь, армия, которая приедет в Башкортостан и Татарстан и будет всех мочить там, блядь. И это мы каждый день наблюдаем, да? Драки и так далее, и так далее. Но почему нет ответа? Чуть-чуть, ну, чуть-чуть не можем сказать. Очень даже чуть-чуть много на Кавказе, допустим, дают ответ, блядь. Почему в Башкортостане и Татарстана нет ответа? Интересно. Ну-ка, вот опять Габасов пишет. Ночью долго разговаривал с одним высокопоставленным чиновником башкирского Белого дома. Вышел он на меня через нашего общего знакомого, который организовал разговор. Этот чиновник рассказал, что в Белом доме идет четкое разделение на русских и башкирских чиновников, которые взаимодействуют друг с другом только по работе, но в более тесном личном контакте друг с другом не общаются. Есть отчуждение на личном контакте. Русские в основном все собрались под Андреем Назаровым. Башкир и татар напрягает весь этот русский шовинистический угар последних лет, напрягает разрастающаяся и усиливающаяся в республике русская община. Между башкирскими чиновниками, в том числе и очень высокопоставленными, активно обсуждается идея независимости Башкортостана. Все понимают, что проект под названием «Россия» схлопывается, Москва денег не дает, зато забрала все полномочия у республики и выкачивает все доходы. Республика кинута и вынуждена залезть в долги все сильнее и сильнее. Московские корпорации вовсю хозяйничают в Башкортостане, и местным это очень не нравится. В кулуарах Белого дома обсуждается, как и за счет чего Башкортостан сможет существовать как независимое государство. Примеряет силы. И самое важное, что такие разговоры идут не только в Башкортостане, но и практически во всех национальных республиках, а также более-менее сильных регионах. Интересно, сейчас я отвечу. 4 комментария. Браво, артист Гаппасов. Посмотришь, когда Башкортостан объявит своей независимости, это будет уже очень скоро, вот тогда поаплодируешь. Кто-то ответил. Надежда юноши питают, отраду старым подают, но я верю в своих башкортов-мусульман. Башкортостан в будущем будет независимым государством, Башкортостана собрало киряк. Башкорты будут сами решать свою судьбу, без проходимцев. Так, подходим к этому вопросу, давайте вот с этой стороны. Разговаривал он с кем-то, не разговаривал, это не наше дело. Кто-то подъебал, да, ведь в комментариях. Говорил он или не говорил, или там можно и придумать, там я вам могу вообще что-нибудь сочинить, там, блядь, сказать, что вот я сейчас в Алсбери, блядь, сижу, блядь, в Подмосковье и вот обсуждаю об этом, блядь, и вот через 5 минут сейчас будет захват, блядь, нахуй меня, блядь, ОМОНом, блядь, или с кем там, блядь, путинасовским режимом. Ну нихуя, это дичь просто. Вот поэтому хотел сказать о другой теме, к этому относящей. Между башкирскими чиновниками, в том числе очень высокопоставленными. Когда-то мы уже об этом... О, салам алейкум, барин. Говорили, кстати, вот вроде бы он и был барин, вроде бы. Этот вопрос я задал, ну, дал к обсуждению насчет карты. Вот, карту мы будем рисовать, иншаллах. Вот, хочу ответить насчет между башкирским чиновником, да, ведь хочу расширить этот поданный, так сказать, от Габасова, так сказать, траектория полета. Когда-то мы говорили уже об этом, что нападение на Башкортостан с Татарстаном будет со всех сторон. Это в каком понимании нападение? В том, что его захотят, блядь, так сказать, этот башкирский и татарский пирог раздербанить вся и все, блядь, нахуй. Это кто? Это мы-то на стороне стоим? Да, брат, это я, да, я по фотке
хорошо вспомнил. Это мы будем на стороне смотреть это. Но чтобы мы на стороне не смотрели, нам к этому моменту нужно подготовить свое войско, понимаете? Это раз. Потом, всякая дичь, которая сейчас под Хабировым живет, она хочет власть. И под Миннихановым то же самое. Третье. Башкортостан, Татарстанда, да, получается, это одинаковый, так сказать, разброс нападения готовы, так сказать. Они есть внутри. Но есть еще те, которые дернули оттуда в свое время. И они, это уже 3-4, да, допустим. И таким образом, все, которые хотят этого, никак нахрен не связаны с нами. Поймите, если бы они были бы связаны с нами, мы бы какие-то деньги имели бы. Понимаете? Власть, кроме нас, безденежных, там власть хотят содрать, забрать только богачи. Богачи, те, которые не хотят, так сказать, ну, не то, что хотят они, но не могут попасть, блядь, потому что нахрен стоит там Хабиров и Минниханов. Также и в Чечне Кадыров. Но есть свои акулы, которые хотят это раздербанить нахрен. Может, их даже 10 группировок, мы не знаем, кто они. По Уфе 10 и по Татарстану 10. По Башкортостану Татарстана взять. Не говоря о других регионах. У чувашев, у марийцев, у всех есть это. Чтобы это перебороть нам, сейчас нам нужно это организовать, чтобы вот эти чиновники, хуевники, которые там есть, все пришли к нам, обратились к нам, блядь, не таким образом, блядь, поговорить, а таким образом, чтобы они будут плясать под нами. Вы должны это понять. Под нас мы должны их согнуть нахуй. Дункайтырабыз біз оларны нахуй. Бүтінісін. Нәрсеге? Как я в каких-то эфирах я вам рассказывал, блядь. Курултай и жиын булашак, аймы? Иын булашак бізде таги нәрсеге. Курултай будет, да, у нас? Определять президентский мандат, блядь, и всю дичь нахуй, вот эту верхушку. Вот, прикиньте. И когда это все у нас, иншаллах, будет, вот эти те, которые хотят сейчас раздербанить, они нам будут только палки в колеса ставить. Чтобы этого не было, олга олып, наперед. Мен сізге наперед сулеймана, блин, наперед. Чтобы этого не было. Примеров я не буду подводить вам. Про Узбекистан я уже 1000 раз это подводил вам. Чтобы не было, блядь, какая-то сука не приехала откуда-то, не короновала в Башкортостане, Татарстане кого-то, блядь. Коронации не будет. Пока мы живы, никто нахуй туда рядом не подойдет к Башкортостану, Татарстанга. Вот это вы должны уяснить себе раз и навсегда. И Габасов, и Айсен, и Кашапов, и вся дичь нахуй, которая пытается сейчас это сделать. Пока мы живы, никто туда не подойдет. Хоть миллион армияң болса нахуй, сыгып ташлайбыз сразу. Хоть я один буду там, хоть миллион нас будет за мной, кто будет идти. Разницы нету. Суть почему? Объясню теперь. Расчленю свои мысли. И, так сказать, вам было понять, чтобы вы поняли, на каком уровне, получается, мы хотим действовать. У нас сейчас ничего нету. Нам ничего и не надо. Я вам в тот раз вчера на днях только ставил цель наша земля. Наша цель земля. Земля наша цель. Наша цель, помните, рассказывал, сопоставляя европейскую стратегию работы. Цель – конечность. Конечная остановка. Цель – конечная остановка. Ни деньги, ни власть, ничего, блядь. Земля. Исходя от этого, нам проигрывать нечего. Мы и, так сказать, блядь, и побеждать не собираемся кого-то. Потому что у нас нет конкуренции, нахуй. Наша цель – земля. Получается,
это означает, что это мы все. Этим таким макаром я объясняю, что это все. Это все, значит, это земля. Все. Вот когда мы отожмем эту всю землю, и вот тогда мы разберемся с теми, которые захотят поделить башкирский, татарский Белеш или Губадью там, как хотите, что вам больше нравится. Вот, исходя от этих таких моих интерпретаций в реальность, иншаллах, я хочу сказать, что мы должны таким образом действовать, что вот этот, кто будет соединяться к нам, он будет гарантированно жить в той стране, которую мы вам рассказываем. Вот мы вот вам хотим вот такую независимость, Башкортостан, Татарстан, дружба народов и так далее, Казахстан рядом и так далее. Вот это и будет. Но те, которые пойдут захватывать его, когда корабль будет тонуть, они не наши, поймите. Мы не их. Мы никому не относимся, особенно я, нахуй ложил на всех, блядь. Вот, у нас нет ничего и никого. За мной только будет идти вся молодежь в данный момент, пока взрослых я больно не наблюдаю. Вся молодежь будет идти. Поэтому, как бы, если кто-то захочет рыпнуться против молодежи, которая идет за мной, ну, посмотрим, кто кого выебет. Я конкретно хочу подводить итоги, так сказать, вот этого замысла, да. Мы говорим сейчас, так сказать, о том, что, ну, как сказать, готовимся, так сказать, к тому, что вы можете даже в уме не представлять, как оно происходит. Мы готовимся к этому, потому что если мы, так сказать, будем выкладывать все карты сейчас, то оно, как само собой, будет иметь так сказать, ударную систему. От узкожопых что-то прилетит, от тех, короче, или там вообще меня ёбнут где-нибудь нахуй, и все покатится к чертям собачьим. Поэтому, исходя от этого, распыляемся тем, что можно говорить в эфире, а то, что нельзя, мы не будем говорить в эфире. И мы будем это делать, так сказать, в своем кругу. Поэтому, когда Башкортостан, Татарстан осознает, что другие силы, они просто придут раздербанить после путинского режима и спиздить опять ресурсы Башкортостана, Татарстана, вы должны четко себе сопоставлять желаемые и которые вы хотите. Вот, допустим, Башкортостан и Татарстан, да, это не относится к манкуртам, никому, тем, которые топят за Москву. И вам это нахуй не грозит. У вас мозги пока еще не до этого, блядь. Это я рассказываю тем, которые пытаются выйти из гнета вот этого московского, блядь, нахуй, патриархата ебучего, этого матриархата, вот этого всего дерьма. Вот когда мы к этому идем, и вы тоже осознаете, что вы с нами, или как вообще у вас там с головой, и манкурты, и не манкурты, вы должны понимать, что если возле вас не манкурты хотят присоединиться в наш путь, а вы сидите, смотрите, что думаете, что русню не победить, то вы пиздец ошибаетесь. Почему? Мы не ждем, блядь, знаете, вот как здесь все говорят, развала России. Мы не ждем развала России. Мы не ждем этого. Я знаете, что жду? Я жду всего лишь прилета, так сказать, нахуй, денег, чтобы начать, блядь, вторжение. Вот это я только жду. Бля, нахуй ничего не жду больше. Понимаете? Потому что нечего ждать. Мы поняли, что людей, которые, блядь, вот, тупо хотят туда пойти, их нету. От 30 до 50 лет я не встретил еще таких людей. Может, есть 1, 2, 3 человека. А есть только молодежь. Молодежь только есть до 30 лет. Даже, можно сказать, до 25 лет молодежь только есть, которая может реально пойти против Москвы. Вот они и есть. Поэтому сейчас нам всего лишь нужно поднапрячь пятую точку, родить бабки где-то, организовать какое-то движение, чтобы эти бабки у нас увеличивались для покупки любого оружия против Москвы. Любого.
В этот момент, пока мы расчехлимся, может закончиться война с Украиной, может еще где-то начнется другая война. Так что эти войны рано или поздно, как говорится, где-то закончатся, где-то начнутся. От этого мы никуда как бы не спешим. Но суть нашего проекта, так сказать, будущего Башкортостана, Татарстана, она такая, что мы свой, так сказать, целый башкирский, татарский Белеш никому отдавать не собираемся. Не собираемся. Поэтому, если вы хотите, чтобы мы, получается, донесли народу вот эту цель в дальнейшем, и узкожопым, блядь, и по всей России и так далее, с вас только я что могу попросить? Максимально распространить мои видосы. Больше ничего не надо. Распространить мои видосы максимально, чтобы больше осознавания пришло. Вдруг, может, мы этим самым поможем внутри манкуртам понять, что они не правы, и иншаллах, может, на пути Аллах они тоже как-то вот очнутся, придут в ислам в первую очередь, придут к пониманию, что они, блин, наконец-то, блядь, что они поняли, что башкортлар, татарлар, и начнут, блин, укреплять свои какие-то корневые связи с этой землей, да, так сказать. И в то же время мужиклар, так сказать, да, иркишеляр, хоть как-то начнут присоединяться к нам. Я имею в виду тех, которые 30-50. Потому что с молодняком идти умирать на Москву, я думаю, это глупо. Потому что мужики, которые кому 30 и 50, все-таки мы уже прожили свою, да ведь? Нам как бы и умереть как бы не проблема. А вот те молодые бы, которые еще и не женились, ни хера, детей даже нет у них, они должны остаться дальше развить наш народ. Особенно башкортлар, 1,5 миллиона только. Башкортларга максимально көбәйергә кирәк хәзер. 100 мең булырга тиешбез без. 100 миллион точнее. 100 миллион. Татарлар да 100 миллионга күтәрелергә тиеш. Вот так мы должны жить там. И для этого я хочу забрать все территории, которые принадлежали нам, не принадлежали, все содрать нахрен, забрать все. И эту карту мы нарисуем, иншаллах. Нарисуем, я вам покажу эту карту. Везде максимально будем распространять эту карту тоже. Чтобы вот эта европейская карта вообще в мусорку ушла из истории, так сказать, интернета. Надеюсь, примерно вот так вам рассказал я, более расширенно. Так, идем дальше. Всемирный Курултай Башкир, сборище башкирских общественно-политических проституток, которые на профессиональной основе занимаются сдачей интереса башкирского народа. Рахмат за лайки. Да, Курултай deyilgan mana Курултай, mana so'zlari да bit endi. Ayman Курултай, qaysi narsani quriladir endi. Bularga Курултай deb yozmasga kerak. Bunda yozarga kerak уничтожители deydi. Bular qurmanglar bular Boshqirdistonni. Bular sigalar gana Boshqirdistonni. Bular qurmay, biladi. Bular quruvchi tugul bular. Bularni qo'lidan qutag'ish kelmay turgan jiyilganlar, o'qiganlar, как будто бы и вот сидит там вот эта вся дичь, которая тупо просто как быдло исполняет московские приказы. И вот как раз таки вспоминая вот этот фильм, аж меня до сих пор стоит вот этот фильм, который в ТикТок я загрузил, пока в YouTube не смог загрузить, там 13 вроде бы кусочков получилось по 3 минуты и там по 2 минуты. Вот там как раз таки там стоит холоп, так сказать, башкирт холопа, сидит там хуй какой-то с Москвы приперся и говорит: да, слушай меня, говорит, слушай, говорит, да, типа, заставляет его сказать, чтобы он сказал да, окей, там, как по-узбекски, хоп, булады. Вот это хочет у него взять, да, и вот это прям прям кулагымда звенит это, вот эта дичь. Ну да, ну а чё мы можем сказать? Все, получается, манкурты, вот особенно вот это тоже меня вообще выбешивает, вот этого, блядь, Байбурин или как его, блядь, там, черт вот этот, блядь, который, так сказать, башкирт была труп, предал, получается, башкирский народ, блин.
Ладно, блядь, я там, допустим, уехал, блядь, куда-то, дезертировал, блядь, пизду, блядь, из этой армии, да, так сказать, из войны этой долбанной. Но менда ведь ишхон, блядь, ну bu ведь bizde aytalar bizni rayonda şi boshqirt, блядь. Şi boshqirt bo'la turib, manqurt, блядь. Черт возьми, блядь, это как, я не знаю, блядь, как мои прадеды, получается, которые в коммунизме работали председателем колхоза. Вот то же самое, дичь. Понимаете, вот такая же тема. Поэтому как бы порой, вспоминая своего прадеда, я понимаю, что в каких-то пониманиях, наверное, он тоже был какой-то, блин, ихний холопом, блин. Если он председатель колхоза был. Значит, да, хоп, 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 окей, окей, деп yürüген анда да. Окей, окей, yes, sir, деп yürüген ол. Урысларға. Я так понимаю, блядь. Поэтому, если осознаем мы какую-то честность, да, правду, мы должны все брать, так сказать, в наши, так, как оружие, понимаете, это тоже нужно признавать, что гниль была и внизу у меня, оказывается. Это нужно признавать. Было у меня, допустим, прадед таким, кто-то таким, таким. Бабушки, дедушки вообще коммунисты были. На войне служили, воевали, да? Но кого мы знали, кого мы прочувствовали в свое детство, да, ведь мы не можем сказать, что они были пидорасами, да, если мы не ловили его на такой теме. А вот кто был когда-то, и мы его тоже не ловили в этом деле, может, он тоже неплохой был, хоть и председатель колхоза, да, ведь терпел, может, ну, так сказать, может, он терпилой был, да, хоть и прадед мой, допустим, я говорю. Мы не знаем истину, но суть говорит о том, что если кто где чем занимался, наша задача понять, кем же он был, блядь, в то время, 100-200 лет назад, кем он был там, и что он оставил для башкирского народа, или там для татарского народа. Мы біз должны озвучивать и понимать, что если у дұрыс эшләмәгән булса, мин дөреслекне китерәм. Мына шунда гына син горур шуны әйтергә можсың. Мин дөреслекне китерәсем килә. Дөреслек монда, допустим, минем туганымда булмаган икән, апа-дадаларымда булмаган дөреслек, мин шу дөреслекне китерим. И это мы должны понимать. По идее, это у всех, мне кажется, не только у меня. Почему? Потому что все мы в коммунизме были. И в коммунизме нельзя тут каждого отбеливать. Почему? Потому что эти наши деды, прадеды, все были коммунистами. Вот где коммунизм, когда начался, вот с тех пор они были коммунистами. И поэтому здесь уже косяк ихний, да, ведь чуть-чуть передался к нам, и мы вроде бы сейчас, Аллаха шукр, приходим в себя, в ислам приходим, туда-сюда, и осознаем, что мы жили какое-то время неправильно, и мы сейчас должны понять, в конце концов, и поставить точку тем косякам, которые мы были, так сказать, джахилии, давайте так выражаться будем, мы были джахилями, они были джахилями, к черту, и мы пришли к выводу, что мы уже все образумились и хотим независимости башкиртов и татар. И там, не говоря о других, там, чеченцы, ингуши, Дагестан весь и так далее. Поэтому мы должны это воспитать, во-первых, в себе, и потом оставить это детям. Потому что нам не дали этого, потому что им мешал коммунизм. Все. А теперь у нас выбор есть, мы можем бежать в другие страны и диктовать свои условия. Поэтому у нас как бы есть выбор. Может, и тогда был выбор, но, может, у них не было возможности уехать. И поэтому как бы мы все-таки более такие раскрепощенные в 21 веке, и мы можем диктовать, пиздеть, говорить, балаболить, хоть что. Что-то делать против Москвы. Все, вот наша задача, что-то делать против Москвы. Но результат тоже нужен. Потому что, возвращаясь на начало эфира, там про кого мы говорили, там про суфиста, да, вот этого, который оставил этот, какой-то, опять забыл это слово,
странные, короче, медресе оставил. И вот он же что-то оставил, хоть и он начал, но не смог до ума довести это все дело. Ну, так сказать, независимость Башкортостана и Татарстана. И этот, как этот, Валитов, вот этот, Валитов тоже не смог, это, как я забыл опять его, Дуган этот, Валитов тоже не смог до ума довести все это дело. Почему? Потому что эту идею подхватить большое количество людей боялось. Поэтому нам нужно увеличиваться. Увеличиваться, так сказать, в численности, что нас будет много, и мы можем дать отпор физически. Физически, а не вот это интернетные какие-то разговоры по ночам. Так, идем дальше. Кто что тут писал? Голос Башкир. Давайте-ка перейдем на голос Башкир и почитаем там, о чем говорят. Русский царь выступил на заседании Совета по межнациональным отношениям. Сказал, что все чаще в мире говорят о деколонизации Российской Федерации. Появился новый термин – «пост-Россия». Разумеется, что по его мнению, за этим стоит Запад, который хочет контролировать лишенную суверенитета территорию, разорванную на мелкие осколки. А те организации, которые создаются в качестве национально-освободительных, он называет всякими псевдонациональными центрами и орудиями информационной войны. Снова заговорил о русофобии. По его мнению, русофобия якобы направлена не только на русских, но в целом на те народы, которые Россия оккупирует. Снова подчеркнул ведущую роль государообразующих первосортных. Всем остальным предложил заткнуться и подчиниться, потому что русские являются старшими братьями, а все остальные являются младшими. Отметил, что превосходящую роль русских оккупированные народы же являются такими же себе глупыми, дураками, аборигенами. Нихуя себе он, путиносос, блядь, нас так считает, блядь. Которых русский народ всему научил, все дал и все построил. Он буквально имеет это в виду. Снова во всем виноват Запад, снова все хотят обидеть русских. Видимо, что в Кремле беспокоятся по поводу деколонизации, наверное, фиксируют рост антироссийских настроений. Ну и правильно, идея независимости наших стран и народов становится все актуальнее, все популярнее, особенно и все эти разгулы русского нацистского сброда, вроде русской общины и прочих черносотенцев. России же предложить нечего, зато издержек сколько угодно. Наверное, поэтому народы хотят независимости, а не из-за того, что этого якобы хочет Запад. Вот все он и сказал вот с этим текстом. Вот именно здесь получается вот эта независимость наших этих республик в данный момент, да, ведь, так сказать, можно сказать, в теме с этими американцами, европейцами, там свобода, независимость Украины, это в теме. Но тут есть один дефект, так сказать, момент, что если мы, получается, ловим, так сказать, вот эту пургу, блядь, с Америки или с Европы какую-то дичь за независимость, для нас это шанс вырваться, это раз. Но это не означает, блядь, нахрен, чтоб нам, блядь, будем плясать под их дудку. Это не означает. Это не тот вариант того, что мы взяли, ну, точнее, не мы взяли, Зеленский взял оружие у Америки или там у Европы, и теперь, нахуй, там блядь, Донбасса или чего-то там, блядь, отдал, блядь, что-то там отдал американцам, да, в прошлом году, или когда там, в это лето, что ли, что дичь какая-то шла. Трамп сказал, блядь, это мне отдашь, это мне отдашь. Вот что-то такое, да, ведь? Ну, у нас-то такого не будет, поймите.
Мы конкретно договоримся, блядь, что Башкортостан, Татарстан и так далее, все республики России разделятся, а потом, как я вам озвучивал об этом, отдельно будем об этом договариваться. Но это путинские слова, блядь. Это слова Путина, что точнее, блядь, не Путина даже, вот здесь комментарии мне же пишут такие, что вы там будете без нас, голодные останетесь, блядь. Если мы это разворошим, такие мысли, то тут получается, блядь, договор с этими европейцами, с американцами, тет-а-тет, нам будет выгоднее. Почему? Потому что, блядь, не будет Москвы. В любом случае, это должен понимать любой башкорт и татар, который сейчас в раздумье, так сказать, в манкуртском своем образе живет, блин. Вы должны понимать, что тогда весь процесс и денег, и выход денег будет тет-а-тет с Америкой и с Европой, без Москвы. Вы не можете этого понять, блядь. Почему? Вот я вам объясняю как торгаш, блядь. Я по жизни торгаш, блядь. Поэтому как бы в торговлю меня не наебешь, нахуй. Я вам это конкретно говорю, блядь. Вот за Башкортостан и Татарстан, за любую республику. Почему такую хрень несу иногда, блядь, то, что какой-то кусок земли Японии отдадим, блядь. Поймите, в торговле бывают моменты такие, блядь, где-то тебе нужно отдавать, чтобы потом что-то получить. И это называется бартер, блядь. Поэтому, когда мы будем разговаривать, блядь, с Америкой и с Европой напрямую тет-а-тет, у нас будет нахрен любые способы и даже бартер. Поэтому с Москвой, когда мы живем, блядь, этого нет, блядь. Москва хочет, нахуй, чтобы на Рублевке было, нахуй, золотые унитазы. И там нет разговора, что Башкортостан голодает, Татарстан или там, блядь, какой-то гребаный Бурятия, блядь, там гнилые, нахуй, дома, блядь, тысячелетние, блядь, нахуй. И они там живут без газа, блядь, кумыр, блядь, утым, блядь, яшилер, блядь, әлеге хатлы, блядь. Об этом никто не думает, блядь, когда у них идут такие, блядь, бизнес-отношения, блядь, с Западом, блядь, когда вот здесь я вам озвучивал в Бельгии, блядь, и в Нидерландах, блядь, заправки Лукойлы стоят, блядь. Это о чем говорит? О том, что, блядь, ебучая Москва до сих пор торгует нашим Лукойлом, блядь. С ними. И после этого что вы хотите, блядь, выбрать? Лучше же, блядь, тет-а-тет разговаривать с американцами и с европейцами и с каждой европейской страной. С каждой. А не через Москву, блядь. Посредник, как у нас в Узбекистане говорят, көт болады. Посредниклар өзі көт болады, ну, имеется в виду, күтлер олар. Ну, как сказать, блядь, по-русски его не переведешь, жопа, да, будет, да, так не переводится. По-русски переводится пидорасы. Вот, посредники это пидорасы. Получается, Москва вся пидорасия, так общее взятая, блядь, вот эта Москва пидорастическая, и есть тот, блядь, посредник сраный, блядь, который, блядь, диктует нам, как жить. Поэтому, чтобы не было посредников между нами, особенно, блядь, если мы его будем так интерпретировать по исламу, это шайтан как раз-таки, между прямыми государствами, допустим, Америка или с Европой, есть, блядь, третье лицо, нахуй, процентчик, так можем сказать, нахуй, процент берет он, пидорас. Да, ну и шайтан, короче. Нахрен нам нужен, блядь? Мы живем, блядь. И несем у нас, и живем, блядь, в нищете, прог унитазов, кстати. А Москва сидит, а мы не сидим, блядь. Что за нахуй, блядь? Поэтому, туганнар, біздің разделение, вот как здесь, да, говорится, разделение земель ни к чему, если те, которые вдруг услышат в дальнейшем мои мысли, ни к чему вас не приведет к тому, что вам будет хуёво, блядь. Хуёвее, чем сейчас, вам не будет. Не ссыте, а вот лучше будет. Бля, заебали. Что-то такое, блин. Вот, поэтому, туганнар, мына шундай хал. Поэтому вам нужно это осознать. Раз и навсегда осознать, что вот эта жизнь наша не зависит только от Москвы. Наша жизнь, она зависит от нас.
Вот ты как хочешь жить? Напрямую общение с Европой, с миром, блядь. Чё я заел у меня Европа, Европа. Может, из-за того, что я в Европе, имеется в виду всем миром, с кем ты хочешь торговать, блядь, вести какие-то диалоги, блядь, безвизовый режим устраивать и так далее. Зачем тебе Москва? Зачем тебе вообще узкожопый, блядь? Ты, как башкирт и татар, ты должен осознавать, что твоя родина, и ты там хозяин, и ты общаешься прямолинейно с американцем, с арабом, с немцем, прямолинейно с африканцем, там, китайцем, в конце-то концов, блядь. Да хоть с кем, блядь. Напрямую. И то, потом вы сейчас, вы можете доебаться до меня, до моих каких-то мыслей. Сказать, ну, Минниханов же с Хабировым же ездят в Узбекистан там, или в Казахстан, они же встречаются в Турции с кем-то и так далее. Ну, поймите, блядь, это манкурты. Тут же очевидно ебанизм, если такой вопрос вдруг прозвучал бы. Ну, всяко мысли были бы у кого-нибудь, у какого-нибудь манкурта. А вот что, мы не общаемся, что ли, с той же Турцией и так далее? Да вы общаетесь, толка нет, блядь. Вы же все это делаете ради Москвы, не ради себя. Вы что думаете, блядь, вы ради себя вообще живете? Вы вообще уже давно ради себя не живете, поймите. Если уж глубже копать, блядь. Вы живете ради Москвы. Точнее, Москва вам дает жизнь, блядь. Не вы сами, а Москва. Вот пока Москва говорит, что вы живы, блядь. Нет, нахуй, хуякс, нахуй, на мясорубку, блядь. Не послушался, а та по жопе, нахуй, на мясорубку, блядь, нахуй. Вот и все, блядь. Поэтому вот тут и есть терпилость наша, блядь. Не терпимость, а терпилость, блядь. Мы терпилы. Терпилы. Взрослые мужики, бабаи, блядь, прожившие там до 100 лет, нахуй. Терпилы мы. Нахуя? Есть у меня один знакомый, как он всегда сам говорит, манкурты, говорит. Его дед, там, отец и так далее, манкурты, говорит. Что поделаешь, говорит. Пиздец, говорит, манкурты, блядь. И вот, получается, этому деду в этом году, блядь, он ездил вроде бы, блядь, куда-то, дарили, блядь, даже медаль, блядь, охуенно, да? Медаль дарил Путин вроде бы ему. Или что-то такое было, блядь, кто-то дарил ему что-то. Короче, ездил в Москву вроде бы. Или, не знаю, куда-то ездил, блядь, или в Питер, или в Москву. На 9 мая. Говорит, вот Манкурт, говорит, 100 лет ему вроде бы, этому деду вроде бы, не знаю, ну, там явно где-то 100 лет. Манкурт. Что поделаешь, блядь? Вот что поделаешь? Это явно пример, я вам говорю. Башкортостаннан мен сізге пример привожу. Манкурт дожил до 100 лет, грубо говоря. И Манкурт до сих пор, блядь. Грубо говоря, десна целуются, блядь, с путинососами. Это как их переубедить? Не переубедить, нахуй. У них в голове, что воткнуто, блядь, 1000 лет назад, блядь, что Америка, блядь, нахуй, это НАТО, НАТО это Америка, все, это враги. Все, вот это они будут тебе долбить, учить тебя к этому, блядь. Ой-ой-ой, балакай, сен дұрыс түгел. Вот такая хуйня, блядь. Ну мы-то вот вам ясность рассказываем, как нужно жить, блядь. И решать вам, в какой среде хотите жить, и хотите ли вы быть, так сказать, рабами этого, так сказать, долбанного непонятного общества. Примерно так. Идем дальше. Что еще вам такого интересного прочитать вам? То, что интересное. Ну, распыляться на другие темы больно пока не хочу. Идет пока по Башкортостану и Татарстану тема, да, ну, имеется в виду, по основе наших каналов. И вот давайте еще добавим к этому, да, из той же категории примерно сопоставимые какие-то информации. Казахстан и Европейский Союз ведут переговоры об упрощении визового режима для граждан страны. Граждане ЕС могут посещать Казахстан без визы с 2017 года.
Еще одно преимущество независимости: твоя страна не зависит от политики, которую проводит Россия, пока наши братья из Центральной Азии спокойно посещают Европу и Америку. Башкиры вынуждены томиться в очередях, получать отказы в визе, потому что они носители русского аусвайса. Ну, понятно, аусвайс, если он пишет, значит, этот голос башкир диктует, наверное, с Германии какой-то чувак. Наверное, я думаю. Потому что кто этот голос башкир ведет, непонятно пока. Я не знаю, кто такой. На территории Российской Федерации башкиры ощущают себя второсортными и бесправными. А за границей, когда башкиры бегут от русского мира, бордовая картонка с птицей, мутантом, не оставляет их, когда они имеют отношение с каким-то иным государством. Зато обладатели паспортов независимых государств такого отношения не испытывают, потому что государство их паспорта не развязало кучу войн на территории Европы, потому что их страны ведут себя адекватно и вменяемо, в отличие от паршивой России. И это очень классно ответили и отмечено, да? Как раз таки это ощущение я уже ощущаю с 2015 года, когда меня первый раз, помню, грубо говоря, отправили в ебеня, в московское болото нахрен, из-за того, что я, оказывается, россиянин. Понимаете, это я уже испытал на своей шкуре. И самое интересное, с детства, если вспоминать, в России я чурка, с России я казбек какой-то нахуй в России был, а здесь, наоборот, я россиянин. Прикиньте, блядь. И там я, блядь, не свой, блядь. И здесь, нахуй, я россиянин. Прикиньте, ёпта, да? А где жить-то нахрен, да? На Луне, что ли, нам жить, блядь? А? Людям из Башкортостана или там из Татарстана, нам где жить-то, блядь? Дома не дают нам жить, блядь. Блядь, здесь, за границей, мы, нахуй, россияне для них. И это я вам, блядь, как живой пример, блядь. 2015 год, блядь, с тех пор я этой хуйней страдаю. Это конкретно страдание. Почему? Я вам один раз тоже раскидывал эту тему. Потому что у нас есть земля своя. Какого черта, блядь, мы по миру ходим, блядь, как цыгане? Почему мы не можем просто, нахуй, оторвать свою землю, нахуй, положить член, блядь, компартии, нахуй, на Москву, и все, и жить спокойно, без посредников, без красного паспорта. Мусульманский цвет зеленый. Мы должны создать зеленый. Миллион тонов зелености есть. Сейчас компьютерные технологии. Любой цвет зелени выберем. Хотите салатовый, хотите темный. Как хотите. И все, это будет наш паспорт. Татарстан, когда зеленый был рогатыш, без когда зеленый был сан. Никакого красного нахуй не должно быть у нас, блядь. Мы мусульмане, и должно быть мусульманский конкретный паспорт. И что потом, никогда нам не утыкали нахуй, не говорили, син нарса, Россиян, что ли? Мы должны сделать так, чтобы Россию раз и навсегда на земле забыли. Забыли, что это было нахуй вообще, блядь. И эти пидорасы себя не Россией должны называть, это однозначно мы поставим ультиматум нахуй. Пусть себя будут называть нахуй страна узкожопых нахуй, блядь. Вот так и пусть называют нахуй. Русская страна нахуй. Страна русских. Все нахуй. Не Россия, блядь, нахуй. Или пусть нахуй себя назовут финно-угорские чмыри нахуй. Вот примерно так. По-другому им, грубо говоря, тамга, блядь, от нас должно быть, что это гнилой народ, и мы запомним, что они гнилые на всю жизнь. Пока в их, так сказать, в голове не изменится и их чертовая кровь не сменит, блядь, нормальное поколение не родит, блядь. Это ебучее коммунистическое поколение должно быть сгинуться с земли нахуй нашей. Бөтенесе, блядь. Оннан бірсі живой қалмасқа тиіш, блядь.
Сейчас, дальше дочитаю, сейчас из Центральной Азии можно спокойно улететь в Европу или Америку вообще без проблем. Работают посольства и консульства, которые ставят визы. Есть взаимодействие между странами. И чем мы хуже? Мы тоже являемся частью мирового сообщества, но мы в это время находимся под оккупацией России. Да, вот сюда добавлю, кстати, насчет Узбекистана. В Германию легко приезжают с Узбекистана очень много теперь медсестер, медбратьев. Обучают их сейчас в Ташкенте немецкому языку. И нормально едут. И все класс. И очень много становится. Вот за эти 3 года, как началась эта сраная война, как мы подметили вот здесь даже, очень много людей понаехало, так сказать, с Узбекистана. Представляете? Так что сейчас, и уже стартануло, да? Но иншаллах в дальнейшем в Европе будет диаспоры узбекские, Алла верса. И это не за горами. И узбеки превысят даже чеченцев, которые уже здесь больше 30 лет тусуются из-за войны прошедшей. Поэтому здесь Узбекистан уже, как бы так сказать, хорошо интегрируется в это общество. Но это не означает, что они теряют свою идентичность. Понимаете? Почему? Потому что они не бегут сюда куда-то что-то делать нахуй. Они просто приезжают, как в Россию. Приезжают сюда на работу. Как белые люди. Да, есть какие-то нюансы моментами, что у них с визами тяжело туда-сюда, но потихоньку открываются дороги. Связь пошла. И Европа тоже понимает. Почему? Потому что у них кого только нету. Но Азии не было у них прям колоссально так, конкретно не было раньше Азии. Вот теперь будет. Теперь будет их. И это нормально. Но нету ни башкиртов, ни татар. Нет тут диаспор ни башкиртов, ни татар. Вот это уже должно вам говорить о том, что вы рабы. Вы рабы, которых, блядь, даже, блядь, на земле никто не знает. Я даже вот здесь говорю, я башкирт, или там я татар, они нихуя. Чё? Они вот так, чё, кто, чё, блядь, нахуй. Потом я говорю, я говорю, ёбаный в рот. Говорю, Башкортостан и Татарстан внутри России, вот я оттуда. На меня смотрят, чечен, я говорю, не чечен. Я же не из той категории людей, которые говорят, блядь, он внутри таджик, а говорит, я узбек. Я же не из этих людей, блядь. Я же из тех, которые щапятам, нахуй, на миллятам, блядь, на обозрение вытаскиваю, нахуй, чтобы меня, блядь, сука, узнавали, в конце концов, блядь. Чтобы мой народ узнавали где-то, блядь. Я не скрываю себя, не называюсь там ни чеченцем или ни азером, никого, блядь. Нахуя мне это надо, блядь. У них своя нация, моя своя нация, блядь. А я не ниже их, не, блядь. Если на то пошло, блядь. У кого-то есть выше нация, я думаю, на земле только есть у нации, блядь, выше, блядь, наших, это узкожопые, которые возомнили себя, блядь, сука, попами, нахуй, земли, блядь. Вот у них есть высокомерие сраное. У нас не должно быть такого высокомерия, но и не должно быть манкурства, блядь, чтобы, блядь, наша нация, блядь, не была озвучена в других, блядь, траекториях, блядь, нашей планеты, блядь. Вот этому у нас должно быть на зубок, нахуй, отскакивать, что кая барсаң да, татар болсаң татар был, казак болсаң казак был, и не было стыдно говорить об этом, блядь. Понимаете? Люди стыдятся Башкортостана, Татарстана, особенно я это знаю, блядь, с детства, стыдятся говорить себя, что она татарка, блядь, или она башкирка, блядь. Да, мы из России, да, мы россияне. Какие вы нахуй россияне, блядь? Узкие глаза, нахуй, россиянка, блядь. Әйт өзіңнің милләтіңні, блядь, бурят деген, блядь, якутман деген, нахуй. Странные вот люди, блядь, и это я вам не придумываю, блядь, и не утрирую, блядь. Это я вам конкретно говорю, жизненные вот эти процессы, что я вижу. Как здесь постоянно, я же говорю вам, почему я, блядь, в тех эфирах каких-то, блядь, был сильно обижен, блядь, на таджиков, которые говорили, мы узбеки. Нахуя, блядь? Я еще отдельный эфир проводил вам летом еще, помните?
Нахрена так говорить, блядь? Не надо бояться и нельзя унижать и принижать свою нацию, если она есть у тебя. И тут сейчас мне всяко появятся мусульмане, которые, так сказать, сектанты мусульмане, которые мне будут сейчас долбить, говорить, мы мусульмане, говорит так, нет нации. Да, альхамдулилля, мы мусульмане, но есть у нас нации. И это уже у нас вдолбилось так, что все-таки у нас есть нации. Потому что нам как-то все равно надо разделяться в каких-то словесных своих высказываниях или в чем-то разделяться мы должны все равно. И поэтому как бы в одну гребенку мы мусульмане, это однозначно. Мы в группе мусульман. Но нацию мы не можем сейчас уже закрыть, потому что мы с этими нациями уже привыкли так жить уже. Если даже арабы делились во время нашего пророка, делились, получается, они арабы, а мы другие нации. Нам же ислам приходил. И вот после этого, значит, получается, нация была и тогда. И как мы его скроем, блин? Ну только, ну как сказать вам, идентичность, да, вот эта идентичность нам нужно определить. Нация это понятно наша, а вот идентичность наша подходит ли к этой нации? Или мы все-таки узкожопые в голове? Вот это нам тоже нужно понять. Кто мы? Кто мы вообще на самом деле? Сейчас дочитаю. Есть взаимодействие между странами. И чем мы хуже? Мы тоже являемся частью мирового сообщества. Но мы в то же время находимся под оккупацией России. Из-за того, что глупые русские ведут себя как свиньи, страдаем в том числе и мы. Башкирам не нужна прекрасная Россия будущего. Не нужны надежды, что когда-нибудь потом, когда Ишак или Падишах сдохнут, тогда начнется какое-то восстановление. Башкирам нужна независимость, предполагающая в том числе наличие собственного гражданства. Мы сами должны и имеем право вести внешнюю политику, не зависящую от дурацких амбиций глупых русских. Очень рад за братьев, ведь сотрудничество с Европой – это лучшее, что можно сделать. Никакая отсталая Россия не сможет предложить ничего лучшего и большего, чем развитые страны Европы. Прекрасные слова. Я согласен с ним. Разницы нету. Европа это будет, Америка, Дубай, Арабские Эмираты. Да похуй с кем, блядь. Мы должны быть независимы. Нам не зависит, блядь, хоть мы с лунатиками будем общаться, нахуй, но независимо будем общаться. Инопланетянам, Марсом, блядь, Луной, хоть кто пусть прилетает к нам, мы будем тет-а-тет с ними общаться без узкого, блядь, мозга тупорылого и нацизма ихнего, блядь, ебучего, блядь. Вот это нам не нужно. И поэтому нам нужно как-то от этого избавиться. Кровь из носа. Так. Ну, идемте дальше. Давайте уж 1 декабря, эту новость, почитаю. Это тоже какой-то интересная тема про Салавата Юлаева. Башкирофоб Роман Антоновский снова выступил против Салавата Юлаева. Ранее он и другие русские не-нацисты оскорбляли башкирского национального героя, проявляя к нему вражду и ненависть за то, что он подрался против русского гнета. Теперь он пишет, что Салават Юлаев выразил русских колонистов, а потому не должен быть не только на русской купюре, как будто кто-то хотел, чтобы на русской фантике был башкирский национальный герой, но в целом его не должно быть как башкирского национального героя. Вместо этого, пишет русский башкиро-ненавистник, башкирам следует навязывать тех людей, которые служили России и верой и правдой, а таких он считает, что было больше, чем противника оккупантов. Вот. Тоже наша тема. Вот видите, узкожопый какой-то черт в 21 веке пытается, блядь, воткнуть в голову нахрен этим манкуртам то, что там должен быть какой-то в виде Хабирова или Минниханова хуй какой-то,
в этой купюре или, блядь, нахуй, на туалетной бумаге, нахуй, я не знаю, блядь, или в жопе ихнем, блядь, нахуй, должны быть манкурты вот эти, которые, блядь, служили, нахуй, блядь, нахуй, вот этому пидорасийскому строю, блядь, Москвы. Идиотизм полный, блядь. И как можно с этой хуйней соглашаться? Мна, даже вот до этого говорил, даже вот эту дичь, которую сейчас мы здесь читаем в наших там группа «Голос Башкирии» и так далее, почему вот эти вещи неинтересны внутри Башкортостана с Татарстаном? Почему это оскорбление не выносится на общее обозрение? Вот это же дичь уже как бы даже мной прочитанная, это же оскорбление нашего народа. Почему вы не можете это поднимать внутри? Почему нету там внутри тех людей, которые оскорбились этим? Почему вот именно вот эти в виде «Голоса Башкирии» и так далее должны это поднимать? Вот призадумайтесь сами, нахрена эти вопросы озвучиваются именно нами? Как будто, знаете, получается так, что мы ищем постоянно какие-то гнилые моменты узкожопых. Но это не так. Нам это не надо. Эта гниль вылазит оттуда. Мы не ищем это. Я даже не ищу. Я просто захожу информироваться в эти каналы. Потому что это правда. Это правда, которая нам нужна в данный момент, блядь. Күзігізні ашырғасызны, блядь. Башығызға сіңдіреге, блядь, нахуй. Дұрыс юлны, блядь. Сіз нәрсе эшлейсіз онда? Кутак қошлап жүрейсіз, блядь, и бір нәрсе толық сізға. Фиксируем очередной акт ненависти со стороны русской говорящей головы. В очередной раз русская собака посмела открыть свой вонючий рот против нашего национального героя, который наводил страх и ужас на Россию, а потому он является для нас заслуженным героем. Не Шаймуратов. Ну да, Шаймуратов генерал, блядь, нам, блядь, сука, ебучий стих заставляли учить где-то, я помню, блядь. Такой стих я учил вроде бы где-то, не помню. Не вообще какая-то иная собака, которая сдохла за Россию, не считается в нашем народе героем. Память о них стерта и забыта. А вот такие люди, как Салават Юлаев, как Ахмед Заки Валиди, вот вспомнил, Ахмед Заки Валиди, как Шайхзада Бабич, как Алдар Исикеев, Алдар Исикеев, да, Алдар Батыр наш, как множество других борцов за независимость в Башкортостане и деятели башкирского национального движения по праву считаются национальным героем башкирского народа. Вот так, вот такая тема. Вот это я не озвучил вам. Давно что-то вижу и не вижу этот озвучить. Эфир же я не делал. Послушаем, наверное, сейчас чуть-чуть. Ну, какой громко, не громко сейчас. Короче, здесь русская община опять загрузила дичь какую-то. Башкорт Малайы дегенде, Башкорт Малайы намаз читает в поезде. И какая-то сука его снимает на видео. Вот я поражаюсь над этим. И потом они говорят, что читай где хочешь. Даже вот Мухаммад, брат, еще раз тебе добрый вечер. Здесь был кто-то, помнишь, когда я насчет этого рот открывал, мне писали здесь, недавно писали, что намаз где мы не разрешаем читать, там можете читать, кто-то писал, помните, кто-то здесь отнекивался, блядь. Вот вам, вот таким касается, блядь, которые пытаются отмазаться. Вот вам сейчас я прочитаю текст, о чем тут говорится. Свинячья община сделала репост публикации с другого русского ненацистского канала, в котором осуждался башкир, сделавший намаз в поезде.
Я писал ранее пост о том, как русские не нацисты, да, и в целом русские и Россия выступает не только против трудовых мигрантов, но и против мусульман и башкир в целом. То, что они устроили нападки на башкира, это акт ненависти и вражды, которую они питают и сеют в отношении нашего и иных оккупированных народов. Русская община и прочие русские неонацистские формирования являются нашими врагами, созданные Россией для борьбы с нами и другими мусульманскими и не только народами. Обратите внимание, что они не скрывают этническое происхождение этого парня, прямым текстом называя его башкиром, значит, что они сделали еще один выпад не только против мусульман, но и против нашего народа. Очередное культурное обогащение с фанатичных неофитов. Недавно со мной произошел случай в плацкартном по сути, зайду-ка туда, дочитаю дичь эту. Недавно со мной произошел случай в плацкартном вагоне, где я проснулся от странных звуков и увидел человека, который убрал стол, чтобы он ему не мешал, и начал совершать публичный намаз. Позже он начал рассказывать всему вагону, что он башкир, планирует стать переводчиком с турецкого языка, а исламом стал увлекаться всего 2 года назад, но очень углубленно, возможно, при помощи каких-то экстремистских проповедников, так как многие исламоведы постоянно говорят, что публичный намаз делать нельзя. Типичное проведение фанатических неофита, которые по России стало очень много. Лично я рассматриваю это как провокацию и попытку обратить на себя внимание. Не стоит забывать, что в России действует статья 5.26 КоАП, часть 4 этой статьи запрещает осуществление миссионерской деятельности с нарушениями требований законодательства. Надеюсь, что общественный резонанс поможет добиться справедливости. Прошу дружественные каналы также осветить эту тему. Правочка называется канал, блядь. Гнилье. Вообще. Ну, туда даже что-то писать нельзя. Ну да, это русская община. Гнилая русская община, блядь. Как я туда попал, на чертовый канал, нахуй. Ну, кто-то оттуда вытащил его, окей. Ну, потому что про нашего пацана говорят, да? И вот. И это, ну, для меня это не шок, блядь, не ой, блядь, не это, блядь. Почему? Потому что, когда я жил в Москве, я рассказывал вам или нет, я как пришел, пришел, когда вернулся, так сказать, в Москву, я вернулся, так сказать, мусульманином. И в итоге, альхамдулилля, в итоге я читал везде намаз. Везде, где я вдруг прочитаю это где-то, блядь, в торговом центре, меня постоянно ждала рядом охрана. Как я заканчиваю, начинала мозги делать. Иногда даже, когда не заканчивал, мозги начинала делать, чтобы я не читал. И говорит, сейчас я, говорит, ментов вызову, или там еще что-то скажут. И я говорю, мне похрен, я говорю. Я им в наглую говорил, блин, я буду читать там, где хочу. Если тебе вот что-то сложно, отойди, не смотри. А они отмазывались, знаете как? Нас увидел начальник и сказал, чтобы я тебя выгнал. Да и мне пофиг, блин, выгнешь, блин, возле торгового центра буду читать. Какая разница, я говорю, буду читать там, где я хочу. И вот этот постоянно спор. И я понял, тогда уже, я даже не видя вас, не делая эти эфиры, я не думал, что я буду эфиры делать еще в то время. Это все в Москве. Это 2018-2022 год. 4 года моей жизни там. Я ощутил все на своей шкуре. Поэтому, когда говорят, что там нету вот этого пидористического движения, или там никто не будет доебываться и так далее, это все пиздеж. Точнее, блядь, мне пиздеть не надо. Почему? Потому что у меня, скажем так, и борода была не маленькая, постоянно меня заебывали. И это ощутил на своей шкуре я, блядь. Допустим, если заебали в армии, блядь, то, что я башкир, а на гражданке меня заебывали за то, что я мусульманин. После этого как можно жить там, блядь? Как можно там жить? Вот объясните мне.
Поэтому, когда я говорю с злостью, блядь, да, Башкортостан и Татарстанда, что узкожопым пизда будет нахуй, и это конкретно так и будет. Если они не осознают нашу независимость, если они не понимают нашу независимость, нахуй, вот как эта мразь, которая засняла, блядь, так сказать, россиянина в данный момент пока, этого башкорта, за то, что он выполняет намаз, это должно преследоваться в другом эквиваленте, то, что эта мразь без спроса, блядь, его засняла и загрузила, блядь, на весь мир, нахуй. Я сижу здесь, блядь, в Европе и вижу его. Вот за это вот здесь даже нас предупредили. Не дай Аллах, говорит, рожу кого-то снимешь или кого-то снимешь, пизда, судное дело здесь. А что, в пидорасии такой нету закона? Получается, на него есть, а на то, что его сняли без его разрешения, нету, да? Это что за мрази, блядь? И что за нахуй лицемерие? Поэтому, туганлар, вы должны понимать, блядь, вы должны хотя бы свои вот эти ебаные пидорасийских русских законы знать. Каких, блядь, кутенесегарга дручить их об обратку, понимаете? Sizga mana shunday hallarni хотя бы нужно, так сказать, совмещать. И я призываю всех юристов Башкортостана и Татарстана, блядь, работать на нас. За народ, блядь. Не будьте вы тоже пидорасами, которые, блядь, засунули Алсынова, блядь, и всех судей, вот этих гниды, нахуй. Мы их всех найдем, блядь. Как все говорят, мы их найдем. Само собой, мы и искать не будем. Мы знаем, кто они, блядь, нахуй. И имена выписаны, написаны, постоянно где-то трактуются их имена тоже. Помните, какие-то сайты были? Так что проблем нету. Поэтому, кто делал зулм, это называется зульмом уже, так можем называть, потому что вы делаете посягательство на мусульман, грубо говоря, на этот, группу Алсынова и так далее, и так далее. Вы всех засунули нахуй. Вот этот зулм ваш никогда мы не забудем. Поэтому вы должны понимать, что ваши действия, которые происходят в данный момент с узкой общиной, манкуртам это касается, башкортина татарға, что сіз олар үшін теге бұзаулар бар бит енді теге бұзауларны бәйләп қояйық су бойына, блядь, и күні бойы они там паслись. Вот сіз бұзаулар, когда захотят сізні бұзау кебек эшләтергә, сізні бұзауларны тарталар и пускают под мясорубку. Вот и все. Это и то я вас назвал так красиво, бұзаулар, блядь. А так сіз конченыйлар. Конченые, которые, блядь, не могут, блядь, за свою жопу ответить против русского мира. Үзіңні милләтіңні не цените, блядь. Не цените, блядь. До такой степени стали чмошниками, блядь, что вы не можете сказать, что вы башкиры и татары. Вот сидит со мной, вот тут просто разговаривает по телефону вот этот брат уйгур. Вот он, вы видели в тот день эфиры это, да, ведь, и так далее. Он разговаривал, ну, не показывает себя, говорил, да, ведь. И живя он здесь, за границей, получается, он беспокоится, но он один, он не может против этой зверь-машины Китая, блядь, идти, да, ведь. И он сказал вам конкретно, как есть, блядь, как люди поступают, как и что, и так далее, и так далее. Это я вам чисто как пример привожу, я не перехожу на эту тему. Имеется в виду, привожу пример, что человек, который любит свой народ, страдает за него, он из-за границы за это хотя бы одно слово скажет, блядь. Хотя бы одно слово скажет. И он сказал это. Вы же видели, целый эфир с ним мы сделали, с этим уйгуром. В итоге получается, исходя от этого, сравнение, почему я такой дал, вам объяснить. Он, уйгур, живет, хуй знает, где-то там в Турции, допустим, да, ведь, где-то живет, или там в Европе, он не забыл про свой народ. А сіз Башқұртстанда, Татарстанда яшап ішінде, блядь, құттағанда исламисіз өзіңіздің халқыңыз турында. Сіз исламисіз оны. Ұнытқансыз, блядь, кімлігіңізді, блядь.
Mana shuni men sizga anglatirga o'ylayman, блядь. Siz narsaga shunday даже как сегодня какое-то сравнение было. Hayvonda bit onda ishni ishlamay, блядь, нахуй. Hayvonda onda ishni ishlamay, siz shu hayvonlarni da миеннан как бы, так сказать, не способны, блядь, за себя постоять, да, так сказать. Даже вот животные могут постоять за себя, а вы не можете даже постоять за себя. Почему так? Почему в других каких-то, так сказать, национальностях есть какая-то самоотдача, чтобы выжить, а вы, я не знаю, почему забыли свою жизнь. Почему вы забыли свою жизнь? Не то, что народную, свою жизнь вы забыли, да? Так, идем дальше. Что я вам не читал еще, посмотрим. Так. Ну вот опять дальше. Больше тут такое идет про национальную систему, национальная тема, как раз таки. Извиняюсь. Томак кипкан кебек. Вероисповедание, опять-таки, даже произнести тяжело. Православный фашизм, лозунг русских православных фашистов «Русский порядок на русской земле». Тут видео 6 минут, но я прочитаю просто текст. Православие – это националистический языческий культ русского народа, который к христианству и Библии имеет лишь косвенное отношение. Она состояла в историческом прошлом во главе оккупации земель малых народов и насильного крещения некоторых из них. РПЦ всегда вела и ведет борьбу с исламом и искренними мусульманами, носителями исламских знаний. Также православные нацисты стояли во главе создания Новой России на Донбассе. И сейчас православие в целом РПЦ ведут агитацию и пропаганду той же имперской политики, что и в прошлом. Ничего не поменялось. Это однозначно ничего не поменялось. И тут комментарий. Русский порядок на русской земле, башкирский на башкирской. Ну, конечно, ну, так сказать, больно так по-детски написано, да, комментарии. Порядок порядком. Нужно нам в этом понимать, что вот именно фашизм, вот православный фашизм, это оболочка, отмазка, да, так сказать, этого шайтанского режима, в этом московском, в этой сфере, дает нам звоночек тому, что мы, да, ведь, слушая Путина, допустим, да, ведь говорим, что идентичность, он же говорит, русская идентичность, мы в этот момент никак не можем себе понять, вспомнить, да, ведь, почему у нас нету идентичности башкиртов и татар. Почему у вас, когда Путин вспоминает вот эту, суку, свою ебаную идентичность, он сам не знает даже, кто он такой, да? Почему башкир для татар не может вспомнить свою идентичность? Почему? Почему вот этот момент у вас не срабатывает? Не говоря о том, что есть еще другие национальности со своей идентичностью. Буряты там и так далее, и так далее. Почему вот это у вас не работает? Идем дальше. Что тут еще? Тут чуть-чуть уже и старые моменты, может, пойдет. Так. А, ну да, я это уже читал вроде бы. Так.
С одной Башкирии. Давайте-ка зайдем что-нибудь куда-нибудь в другое место. Давайте почитаем теперь. Там что-то нового пока ничего нету. Почитаем. Я комментарий, может, потом пройдусь, иншаллах. Как это? Давно не читал. Ищи своих Башкортостан. Давайте вот его посмотрим. Давно это я не смотрел. Что за дичь происходит здесь? Батыр Талпар же есть еще. Кстати, я его тоже читал же. У меня просто телеграммы блокируются, поэтому я всех группы теряю. Надо опять поискать их. Вот. Что тут происходит? Батыров Ильнур Салаватович подписал заявление об отказе от боевого задания и теперь боится отправки в мясной штурм. Как-то кучно пошли башкиры-отказники в рядах федералов. Штык в землю. Вопрос. Не жди хорошие новости. Послушаем давайте. Если загрузится это видео, не знаю. Не жди хорошие новости. Из этого канала взято. Ну, нет, это очень долго грузится нахрен. Ну, примерно, короче, что я могу сказать? Ищи свои Башкортостан. Если что, у кого есть хороший интернет, можете посмотреть, послушать. Суть о том, что мы поняли, короче, какой-то Батыров Ильнур решил, короче, не идти на отправку в мясной штурм, и вот теперь боится то, что его там замычкуют. Так. Кстати, да, значит, ноябрь, мен давно ухамагаман. Еще 15 военных из Башкортостана погибли на войне в Украине. 27 ноября в Кадырово, Дуванского района, простились с Данилом Исламовым, сообщили в местном паблике. 26 ноября в село Новошахово простились с контрактником Ильнуром Байназаровым, сообщили в администрации Еремикеевского района. 27 ноября в Салаватском районе простились с двумя земляками, сообщили в местном паблике село Мечетлина, Мящетля района. Мящетля село своих. Простились с Альбертом Нуриевым. Малюзон с 22 года. Село Мурсалимкино с контрактником Артуром Зариповым. В Зилаирском районе простились с 11 земляками, сообщили Зилаирские огни. 14 августа в село Бердяш простились с Алексеем Антиковым. Ему было 45 лет. Заключил контракт в августе 24 году. Погиб 12 сентября 24 года. 9 августа в село Воскресенское простились с Ришатом Зиангуловым. Он заключил контракт 31 июля 23 года, погиб 22 февраля 25 года. Вот от силы 2 года. Нишунарга Оптрим. Конечно, мы тут не должны забываться, что Аллах Та'алямны кулында бүтүнү биздин нерсебиз, жаныбыз, да? Но киши яшап тура, вдруг яши, я не говорю то, что который за месяц умирает, да, там, астафируллах. Яши, потом идет на войну. 31 июля 23 года он пошел. И 22 февраля 25 года умер. Все, ну, сдох там на войне. Прикиньте, получается, его жизнь, грубо говоря, около 2 лет продлилась на войне. И, ну, что оно дает? Что оно дало его семье, ему? Что дало? Давайте посчитаем математически. Если он конкретно получал с первых месяцев, 31 июля, ну, с 1 августа, грубо говоря, 23 года, по 200 тысяч рублей, ну, получил он за 2 месяца, за 12 месяцев, там, за 24 месяца, грубо говоря, это тут не 24 месяца, пусть 20 месяцев, по 200 получил 4 ляма. Допустим, я говорю. Ну и чё? 4 ляма. Человека нет уже. Теперь 4 ляма. Добавим ему, тут не пишется возраст его.
Давай им его как на какую-то его жизнь, допустим, 4 ляма. Чё он эти 4 ляма до конца своей живой жизни, блядь, не заработал бы, что ли? Нахуя ему, блядь, по 200 тысяч в месяц, 4 ляма за 2 года, так, в кавычках, и без жизни остаться? Точнее, не остаться вообще, блядь. Где логика, блядь? Где логика, нахуй, если вы даже едете за деньгами? Где логика, сука? Нет логики тут, блядь. 30 июля в деревне Сидоровка простились с Динаром Бускуновым. Он погиб в феврале 25-го. Когда пошел, неизвестно. 30 июля в Зилаире простились с Ильясом Туляковым. Заметьте, мен әлі бір урыс исем оқымадым мында. Урыс исем yok мында. Бүтінісінің исемі Динар, там, Ришат. Татар, башқұрт, татар, башқұрт. Представьте. Qanchaga o'tsa Jaloyni? Qani ketaman? Ha, qancha soat qoldi? Ketganimi? Ha, buning joyini qancha? 3 soat, 3 3 soat soat o'tiribman. Oho. 3 soat o'tiribman. Sen ketasanmi? Olmasdan ketaymi? Bunisi yotaman desang, yot. Так, гафу итегиз, мы тут заговорили. Так, 30 июля в Зилаире простились с Ильясом Туляковым. Ему было 61 год. Ну вот, хоть одного возраста поняли. На СВО ушел добровольцем. О, идиот, да? В феврале 25 года. Погиб в конце марта 25-го. Еп, твою дивизию. Смысл поняли вообще? Февральда 25 и март 25 погиб в конце марта. Но привезли 30 июля. Охренеть, блядь. Көрдіңіз? Получается, февраль-март. Кеткен да өлген. И күнген, ну, күнганlarmi, не күнмәгәнме, эт белсен нәрсә булган. 30 июльдә узнали, наверное, хабар килгән или үлеге килгән, запчасть, может, какой-нибудь, и похоронили. Это, ну, это ебанизм, блядь. Уйти в феврале, сдохнуть в марте 25-го года, блядь, вот в этом году, блядь. 61 год, блядь. Пиздец. Ну, вот здесь тоже идиотизм. 15 июля в деревне Козлар, Берган, простились с Марселем Джанбековым. Он родился 1 февраля 1984 года, заключил контракт в сентябре 24-го, погиб 29 декабря 24-го. Что, вот. Сентябрь и декабрь. Ну понял, почему тут эти пишутся. Это удивительные факты пишут. 24 года сентябрь. И декабрь 29. Сентябрь, октябрь. Ну, окей. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 4 oy ішінде өлген мұсы. 4 oyda өлген. Пиздец, 84 yıl. 40, грубо говоря, 40-41 яшлик. Ну и так далее. Здесь 15 человек. Тут очень много. Ладно, до конца прочитывать не будем. Идем дальше. Boldiki Koreyaning nashrimi? Операция по истреблению народов. Окей. Ну, это видео мы один день вроде слушали, не слушали, не знаю.
Руслан Габасов назвал абсолютно правильную причину, почему так много гибнет на этой тупой войне жителей Башкортостана. Мы бы еще добавили к этому, что из республики очень много сегодня воюют в Украине. По нашим свершениям, это почти 70 тысяч мужчин, отсюда и такой процент погибших. Охуенно, блядь. Ну, 70 мең, опять-таки я этими цифрами не согласен. 70 мең, может, воюет вот сейчас из остатков. 70 тысяч. Блядь, 70 тысяч, даже у меня в голове, блядь, до хрена становится. И 70 тысяч, ну это перебор, я думаю, блин. Но это не все. 70 тысяч это еще опять кто-то откуда-то придумал. Мы не знаем честность этих цифр. Если в тот раз мы считали, когда возвраты были, возвраты людей, которые умирали и которые уходили, мы понимаем, что в день могло из Башкортостана уходить не 1000 человек, а по 5-10 тысяч человек могли уходить. Ну, в начале еще, помните, Егермей Кенчил, на Башанда, кипиш, когда был в этот момент. И после этого нельзя здесь говорить, что там воюют 70 тысяч. 70 тысяч остатков, может, я как-то поверил бы. Но из-за того, что там Башкортостан на первом месте, мы должны понимать, что какое-то огромное соотношение процентов делает именно первое место после Бурятии, приобрел, так сказать, коронное место, получается, ну, того, что Трамп сказал миллион, шел миллионное, так сказать, 2%, ну, 2%, как это будет? 200 мең, да если даже так грубо сказать, вот оно может быть из Башкортостана, вдобавок еще Татарстана. Вот примерно так, я думаю. Тут, ну, по цифрам мы не можем учитывать и гадать, и так далее. Вот так вот. Yok. Bu yerde yok. Брат, я пойду тогда, заряд садится. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Да, спокойной ночи. Я потом комментарии постараюсь пройтись, почитаю. Меня вот этот тоже товарищ рядом мой мощно отвлекает, просто перебивает этот в смысле. Что я хотел сказать? Хочу это чуть-чуть сюда. Весь диван он занимал здесь. Поближе спущу. Этот. Просто мне нужен этот. Зарядка, короче, нужна помощнее. Так, ну, чувак, короче, спать пошел. Устал он уже сидеть. Ну, не стал он со мной эфир делать и так далее. Короче, я его просил со мной эфир делать, он не захотел. Ну, не хочет, как хочет, короче, его дело. Не могу заставить человека в эфир выходить постоянно. Это, как говорится, не его дело, это наше дело. Он пусть беспокоится за свой этот уйгурский народ. Шулай. Итак, Мандайнда, само собой, ищет своих Башкортостана опять целая куча. Вот. Еще военных там было 27. Вот прикиньте, давайте я просто пройдусь по дням, и мы просто поймем, что это происходит, как это происходит. УТЗ. УТЗНЧ, этот я читал вам на 30, да, получается, ноября, 15 военных, еще 15 военных из Башкортостана погибли на войне в Украине. И что, идемте дальше. Они же откуда-то это откапывают, откуда-то находят. Потом, 27 ноября, еще 18 военных из Башкортостана погибли на войне в Украине. Давайте просто напишу. Точнее напишу, говорю, прочитаю. 26 ноября в Ишимбае простятся с Надиром Давлеткильдиным,
сообщили в местном паблике. Он родился 5 декабря 1978 года, погиб 4 марта 1924 года. Вот и думайте после этого. Но погиб 4 марта 1924 года, и да, повторяюсь, а простятся 26 ноября. Это сейчас какой год-то, блядь? Март 24, а простятся 26 ноября. Вот на днях, 26 ноября. Это получается, Олегина Табулгану, шунарға бетінде айтам. Вот как раз мои, как сказать, догадки. Hello. You light, Phil. You light. English? Yeah. Beetje. Zo. Ah, Yes. Good? yeah, okay. Yeah, Thank you. sorry, okay. Thank you, brother. Thank you. Ой. Короче, я не туда свет, короче, воткнул. И светит им, наверное, свет, короче. Меня видно? Я думаю, сейчас они меня прогонят здесь. Так. О чем я? Короче, погиб он 4 марта 24 года. И тут получается, что вот этот Надир нашелся. Вот 26 ноября его будут как будто хоронить. Курдыгыз даже улеге она, блядь, табылмай, или там даже улеге, может, километр, блядь. Грубо говоря, приходит просто извещение, что все, ваш там сын, брат, дед, блядь, потерялся, потом как будто бы нашли и дали, сказали, да, он, короче, умер. Нашли, не нашли, неизвестно, блядь. Умер, короче, и все. Они потом хоронят его. Блядь, ну я думаю, ну это такое унижение, блядь. Я так считаю, это унижение. Вот Туанлар Дуслар, блин, вот это унижение конкретное. Почему? Потому что хрен знает, блядь, для чего они там воюют, блядь. Потом тебе говорят, что твоего, блядь, хуй поймешь, кого там нашли, блядь, в труп, или не нашли, блядь. Ну, короче, его нету нахуй. Ушел, блядь, его нету. Ну и проведите поминки, блядь. Похороните, блядь. Как это, блядь, нахуй? Как это работает? Мен аңламайм шуны, блядь. Ну, до такой степени нужно быть идиотом, блядь, чтобы это схавать, блядь. И потом опять появляется мысль у меня. Услышал меня кто-то и мне говорит, ну, допустим, его мысли я вам пытаюсь интерпретировать. Ну, бізді вынудили. Это такая раз отмазка. Нас вынудили. Потом улайта, ну, нас вынудили, и мы поперлись, короче, и как бы сдохли, да? Окей. И потом говорит, ну, нашса ул қойдан білген, что ул анда өлә. Ну, идиотская отмазка, да? Примерно, да? Если так, вот так ответит вам. Поэтому можно здесь до хрена что приводить примеров, но суть, что вот этот человек, Надир Давлеткильдин из Ишимбая, уже живого нет уже. Все, бетте нахуй. Он ушел, и вы тупо, блядь, нахрен отдали, не отмазали, блядь, не сбежал он, блядь. Тупо просто отдали на съедение, блядь, этой зверь-машине, блядь, войне, блядь. И все. И вам, нешіктір, блядь, жаль түгіл ма? Өзіңіздің балаңызға жаль түгіл ма? Сізге не жалко вообще этих людей? Хз, блядь. Чё за нахрен, блядь? И вспоминаю тут как раз-таки вот эту долбанную свою, блядь, нахуй, бывшую жену, блядь. Пидораску, блядь. Которая, блядь, просто хотела, блядь, меня ёбнуть на этой войне, блядь. По ее замыслу, так сказать, блядь. Она мне говорила, а хуль ты не идешь, блядь? Хуль ты, говорит, сбежал, блядь? Мне вопрос задают, блядь. Понимаете, вот это я прям конкретно сопоставляю вот эти мысли и эти
трупы. Это пиздец, блядь. Это до такой степени быть манкуртом, даже не осознавать, что ты мишень, да, так сказать, блядь, труп, нахуй, будущий труп для кого-то. Нет, блядь, нахуй, за свободу Башкортостана, там, если ты там умрешь, там, или за Татарстан умрешь, или там за Ичкерию, или там за Дагестан. Нет, нахрен, блядь, они готовы умереть за Москву, и в то же время, блядь, быть для них чмошниками, блядь. И в армии, и по жизни, блядь. Как это можно понимать, блядь? Вот этот вопрос открытый. Так, и там же 27 ноября еще 16 военных из Башкортостана погибли на войне в Украине. Блядь, я уже читать даже не хочу. 16, 18, видите, да, цифры какие? Думайте, блин, и года разные. И года разные, поэтому, когда говорят 70 тысяч, я не верю. 70 тысяч это какая-то часть только. А так, там до хрена. Мы в цифрах не можем. Тут, вот они откуда эти цифры берут, меня вообще выбешивает. Еще 18 военных из Башкортостана. Вот выше идет, тоже 27-е. Идем дальше. 19, тоже 27-е. Вот что-то, вот наша сторона. Что-то какие-то вот моменты есть. Бурзянский район. Так, потом Старосуханкулово, Чешминский район, Благоварский район, Миякинский район. Вот райончики. Аургазинский район, Уфа, Дюртюли, блядь. Пипец, нахуй, блядь. Белебей, Уфа, Благовещен, Стерлитамак. Вот так вот. Так что тут даже сюда заходить страшно. Тут одни трупы. И что-то их очень много, очень. 27 ноября они решили загрузить прям целую тонну людей. 18-20 людей, получается. Снова 18. Короче, по 18 он грузит. 18 снова. Ну вот, Республика Юрто еще есть. Оттуда давайте прочитаю один интересный пример. Такой печальный, явно уж. Ну, само по себе солдат, короче, лицо не видно. Видите, да? Кто такой? Давайте просто пройдемся и, наверное, будем тоже потихоньку потом закругляться. Война лишила его работы, поэтому он пошел на войну и погиб. Уроженец Петропавловки, Хайбулинского района Дамир Юмагулов в декабре 24 года устроился работать шахтером Бурибаевский ГОК, где в 96 году добывает и обогащает медь. Но уже в январе 25 стало ясно, что зарплату никто не получит, ведь еще с начала 23 года
ГОК начал приходить в упадок, и уже к марту 24 года, за несколько месяцев до прихода туда Дамира зафиксировал Дамира зафиксировал 1,38 миллиардов рублей чистого убытка. Результат потери западных рынков и действий международных санкций, наложенных на РФ за развязанную ею войну. Когда Дамир понял, что зарплату не выплатят, он подписал военный контракт, ведь там обещали крупную сумму и сразу на руки. О, aytib turam bit endi shuni, блядь. Окшаға үліп баралар бит енді. Окша үшін баралар. Ну, что его заставило. Дамиру ответили 3 недели на подготовке, и уже в феврале... Дамиру отвели 3 недели на подготовке, и уже в феврале отправили в Селидово Донецкой области Украины. Селидово, что-то мы слышали постоянно. Спустя еще 3 недели он пропал без вести на фронте и уже почти год не выходит на связь, что свидетельствует о его гибели. Поэтому тегілер юғалалар да 1-2 жылдан соң келіп шығалар. Подконтрольный Хабирова СМИ заявил, что, мол, Дамир просто не смог оставаться дома, когда нужно защищать родину. О том, что ему не выплатили зарплату, решили не упоминать. Эти же самые СМИ неоднократно ранее транслировали слова Хабирова. «Я верну вахтовиков домой», так он говорил о жителях республики, вынужденных ездить на заработки и другие регионы РФ. Но вместо того, чтобы вернуть хоть кого-то, ну да, он вернул их, короче говоря, и отправил, блядь, умирать. Нормально работает, нормально. Но вместо того, чтобы вернуть хоть кого-то домой, власти Башкортостана продолжают отправлять людей еще дальше на войну. Не на заработки вахты в соседние регионы, а в окопы, где тысячи башкортостанцев уже не вернутся никогда. Вот и все. Кешіні теге алдап солдап жібералар да и бітті шунда. История Дамира не исключение, а закономерность. Работа исчезла, зарплаты нет, кредиты копятся, детей нужно кормить. А пропаганда утверждает, что война – это выход из положения, но на деле билет в один конец. В пропагандистских сюжетах всегда вырезает главный мотив – отчаяние. Не патриотизм, не долг, а банальная голая бедность, наложенная на русификацию и манкуртизацию, созданная теми же людьми, которые теперь заставляют называть смерть на войне благородным выбором. Шундай хәл, дуслар, шуның белән, наверное, без бу эфирларны туктатабыз. Утырганларга рәхмәт зур. Этот, наверное, я вам спать не давал. Ну, этот. Тут дальше читать тоже дофига чего можно. Будем закругляться, округляться. И отбой, наверное, потому что больно мозг выносили сегодня очень много людей здесь тоже. Поэтому будем... вот здесь вот вспомнил, комментарий надо перечитать. Комментарий почитать, посмотреть, что там в комментариях происходит. Так, в ТикТоке 4 человека, в Ютубе 1. Так, Мухаммад, давай брат, я пойду тогда, зарядка, садится. Ага, все, ассаламу алейкум. Так, отец, почем калаши продаете? Все за нахрен. Меня вот это всегда интересовало, как эти две вещи они могут совместить. Так. Угу. Добрый вечер, да, говорил он мне, я что-то не читал. К сожалению, в наших республиках манкурта развелось много, брат. Вот именно, это просто дичь. И это во всех республиках так. Так. Она вручалась за участие в боевых действиях в 1857-1859 годах. И есть недавно увидел фотографии этих медалей.
Так. Медали за покорение Чечни и Дагестана в Российской империи не существует. Существует медаль учреждения 1860 году за завершение Кавказской войны. Так, это я не знаю тему, не могу что-то сказать. Так, о чем стрим? О России, Башкортостан, Татарстан, Дагестан, Ичкерия. Ага. Спасибо. Понятно. Канада, так, ты же говоришь, что Коран искажен, когда приведи хоть искаженный аят из Корана в Аллахе, ты не найдешь ни один искаженный аят. Аллах говорит в Коране, что он сохранит Коран до судного дня. Ну даже такие споры, да, здесь были. Да, удивляюсь даже. Вроде бы такие споры вот про ислам порой иногда удивляюсь, зачем на моем канале спорить про ислам, если есть каналы про ислам, и там можно и ответы получить и так далее. И поэтому я считаю, что странные какие-то люди тут порой иногда попадаются, мне кажется, кому этот поболтать не с кем. Да. Коран, как и Библия, переписали. Я поражаюсь, кто переписал, где переписал. Не знаю, короче. Этот. Да уж. Что-то этот. Нет. Ну, короче, тут переписывались они, да, тут это все не прочитаешь. Туландар, наверное, буду завязывать с этим, потому что очень много комментариев тут. Они переписывались с кем-то, кто-то с кем. Короче, буду закрывать Туландар, потому что тупит телефон еще в голову. Оно не двигается, когда затрагиваю экран. У меня увеличивает, что ли. Глюк, короче. Ладно. Они между собой, наверное, разговаривали. Вот так вот. Канада. Башкиры предали татар. Башкиры предали татар? Ну это пиздец. Это кто такой, блин, пишет? Канада. Дичь какая-то, блядь. Все, Туландар, короче, буду закрываться, потому что глюк у меня, этот телефон, короче, глючит, не могу прочитать комментарии. Так, 4 человека в ТикТоке было. Зур Рахмат, всем от души посидели. Максимально, что мог, как сказать, доложил. 3 декабря уже. Ну и пойду, наверное, потому что больно вот здесь тоже я всем на нервы действую, как будто. А так люди сидят, очень много людей сидят. Поэтому как бы кому я мешаю, блин, кому я нахрен нужен? Ой, блин, фонарь не включай, это не включай, блин. Ладно, хер с ним. Свет нехер вырубать тогда, если не включать фонарь, блин. Свет вырубили сами. Ну, вот так вот. Дайте-ка я все-таки прочитаю, да? Без обид. Вот так придется мне сделать. Потому что... Нет, глюк. Глюк этого идет экрана, что ли. Короче, у меня было. Вот Лелека там была. Как бы Лелека постоянно общалась, понятно.
Окей. Кремль, кулак, кирпич и т.д. слова тюркского происхождения вообще. Ассаламу алейкум, да, Мухаммаду. В российском могучем 40 тысяч существительных с буквой «ы», но есть нюанс. Буква «ы» появились в российском языке в 1940-х годах. Это при том, что это слов всего от 150 тысяч до 200 тысяч. И смайлик. Нет, конечно, мозгов. Россия, Федерация, мама, папа, фамилия, месяцы, года и т.д. Это все слова не российского происхождения. И вот сегодня как раз таки один человек мне сказал, и, ну, надо это так в тему, да, уточнять, так сказать. Не могу однозначно ответить, и я не понял сам. Был то ли, надо задать в Google, наверное, насчет слов вот этих, да, 150 тысяч там русских слов, туда-сюда там написано, вот арабский язык, как я понял, самый огромный, он говорит, ну, этот человек говорит, самый огромный словарный запас в арабском языке, именно в арабском языке. Что-то тоже на 15, что-то такое он сказал, 15 тысяч или, я не знаю, или 15 какой-то, ну, что-то такое, короче. Очень много слов или что-то такое, вот это я так и не понял, короче, надо переспросить. Вот, ну, так сказать, от других языков у арабского языка больше слов, наверное, все-таки. Больше слов, что ли, или больше значений слов, или что-то такое, короче, я так и не понял, короче. Вот так вот. Поэтому, как бы, самый превосходный, так сказать, я как понял от его слов, язык это ну, полный язык это арабский. Вот и все. То, что наши языки это возле арабского, как я понял, вообще там ничто. По словарному запасу, наверное, я так понял. Короче, по словарному запасу в арабском очень много слов. Все. Вот. Получается, если оно на самом деле так, получается, не зря этот язык пришел через наш Коран. Что вот в Коране именно этот язык был употреблен. Вот и все. И это и дает ответ тому, что этот язык уже точно спущен к нам сверху. Вот и все. А не другие какие-то там, так сказать, языки. Примерно так. Ну, туғандар, давайте будем тогда прощаться. У меня в час ночи 25 минут. Надо завязывать этим стримом. Люди даже, с кем я должен был поговорить туда-сюда, они уже ушли спать, потому что не выдержали столько ждать меня. 3,5 часа я, получается, с вами был. О чем-то иногда с бухты-барахты поговорили. Не могу сказать, как прошел эфир. Сам себя не могу оценить. Ну, все от вас. Оценка от вас. Тогда всем рахмат. Танащоха. Будем закрывать, короче, каналы. Ну, имеется в виду YouTube и TikTok. О, и батарейка садится. Тогда будем закрывать. Здесь я его закрою сегодня. Так. Вот вроде нажимаешь, он еще не закрывается этот канал.